Вітаю гледачоў у жывым эфіры Белсату. Мы знаходзімся ў Менску ля плошчы Свабоды, дзе неўзабаве мае распачацца акцыя, анансаваная палітычнымі блогерамі. У прыватнасці папулярным блогерам Нехта. Ён жа 21гадовы Сцяпан Святлоў. Нехта вядзе папулярны аднайменны тэлеграм-канал, дзе публікуе важную інсайдерскую інфармацыю ад сваіх крыніц. І на сённяшні дзень канал мае больш за 170 тысяч падпісчыкаў. Для Беларусі гэта дастаткова значная лічба. 25 кастрычніка Нехта на сваім YouTube-канале апублікаваў рэзанансны дакументальны фільм, які называецца «Лукашенко. Крымінальныя матэрыялы». І вось пасля гэтага фільм набраў за 2 тыдні амаль 1,5 мільёны праглядаў. Таксама лічба сур'ёзная. Яшчэ адзін папулярны блогер Мозгон на сваім канале ў YouTube заклікаў людзей не проста глядзець фільм, а вось сабрацца пасля ягонага прагляду, некім чынам абмеркаваць, што рабіць далей дзеля палепшэння сітуацыі ў Беларусі. Нехта гэтую ідэю падтрымаў і заклікаў сваіх падпісантаў сустрэцца ў офлайне ў Менску на плошчы Свабоды 8 лістапада о 6 гадзіне. Вось цяпер вы можаце бачыць, што людзі ўжо паступова збіраюцца. Адбываецца гэтая акцыя, гэты сход падпісантаў у межах пікету кандыдатаў у дэпутаты, некалькіх кандыдатаў, гэта і прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, Алена Толстая, Мікалай Маслоўскі, якія балатуюцца на сёлетніх выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца, я нагадаю, 17 лістапада ўжо. І вось цяпер якраз ідзе гэтая агітацыя ў самай актыўнасці. У гэты час лічацца дазволенымі і санкцыянаванымі. Сам Сцяпан сёння на акцыі прысутнічаць не будзе. Ён пра гэта распавёў нам. Ён з'ехаў з Беларусі яшчэ ў 2017 годзе пасля вобшуку ў кватэры ягоных бацькоў, а ў 2018 на Сцяпана завялі крымінальную справу паводле артыкулу 368 абраза прэзідэнта. Блогер сцвярджае, што ў Беларусі яму можа пагражаць небяспека ў выглядзе затрымання адразу па некалькіх артыкулах. Вось менавіта таму ён і не прыязджае. Ну а тым часам вы бачыце, што літаральна побач з акцыяй са сходам падпісчыкаў Нехты паставіў свой намёт БРСМ. Сапраўды варта адзначыць, што яшчэ ніколі БРСМ не выглядаў, магчыма, настолькі яскрава і гучна, як сёння. Ці звязана гэта з акцыяй Нехты, мы абавязкова запытаем у кагосьці з прысутных, як толькі будзе магчыма запытаць. Вельмі гучная музыка. Танчаць, вось вы бачыце, танчаць валанцёры БРСМа у такіх чырвоных куртках. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, з чым звязаная вось гэта вечарынка? Добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, з чым звязаная гэтая вечарынка БРСМу тут? Не слышу вас, не поняла. С чем связанная вечеринка? Скажите, калі ласка, что отбывается? Скажу. Что отбывается? Ніхто нікога не чуе, насамрэч вельмі громкая музыка. Вось гэтыя кіраўнікі БРСМ, якія тут прысутнічаюць, вырашылі з намі не гутарыць. Таму давайте перасунемся непасрэдна бліжэй да пікету кандыдатаў у дэпутаты і да сходу падпісчыкаў Нехты. Добрый день, спадарыня Алена. Скажите, калі ласка, вось я ведаю, што ў межах вашага пікету планаваўся таксама сход падпісчыкаў Нехты. Гэта праўда?
Сегодня был заявленный мой пикет у гарвиконкам абсолютно офіційно. Тут абсолютно офіційно відбувається зустріча кандидата у депутати зі своїми виборчиками. І ми бачимо, що нам перешкоджають. І який план тепер? Ну, ми відійдемо криху далі. Дякую, господариня. Алена, нагадайте, ви балотуєтеся самі по собі або від Європейської Білорусі? Я, як старшиня Руху Солідарності Разом, балотуюся від партії БНФ. Від партії? БНФ. Від партії БНФ. Дякую вялікі і вибачайте, сапраўды нічога не чуваць праз вось гэтую вечарынку, яку зладзіў БРСМ. Я думаю, што мы абавязкова яшчэ вернемся, паспрабуем з імі пагутарыць, а цяпер давайте пяройдзем вось разам з людзьмі, якія відавочна прыйшлі сюды падтрымаць апозіцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Ну, БРСМ таксама не просто так сабраўся, яны агітуюць просто браць удзел у выбарах на агул, галасаваць на гэтых выбарах 17 лістапада. А вось апозіцыйныя і незалежныя кандыдаты перамясціліся, бо гучная музыка ім моцна замінала. Як я ўжо казала раней, гэты сход падпісчыкаў нехты адбывацца будзе ў межах пікету кандыдатаў у дэпутаты. Некалькіх кандыдатаў адразу. Мы бачым, што прыкладна некалькі дзясяткаў чалавек цяпер знаходзяцца тут. Дазвольце, калі ласка, магчыма, вось нам распавядуць, бачым, што тут ёсць выява непасрэдна самога нехты Сцяпана Святлова. Як я ўжо казала, сам ён прысутнічаць не будзе, але вось у выглядзе такой фігуркі. Маладыя людзі прынеслі, відавочна, ягоныя фанаты, нейкая фан-група прынесла гэты стэнд з выявай нехты. І вось у такім выглядзе можна сказаць, што пэўным чынам ён і прысутнічае. Ну, а мы абавязкова пагаварым яшчэ з кандыдатамі, якія вырашылі такім чынам падтрымаць нехту. Гаспадарня Алена, можна, калі ласка, яшчэ вось цяпер больш у цішыні мы з вами зможам пагутарыць. Скажыце, калі ласка, як адбывалася вось гэтая вось дамоўленасць, хто яшчэ з кандыдатаў тут будзе прысутнічаць сёння? І што вы думаеце непасрэдна пра заклік нехты сабрацца тут? Я подавала заявку на пікет у выканкам яшчэ 4-го. З выканкама мне паведамілі, калі ласка, яны прынялі да ўвагі, параілі толькі быць на не бліжэй за 50 метраў да амбасады. Больш ніякіх пажаданняў не было. Так, тут амбасада Францыі праз дарогу. Праз дарогу тут Грузіі яшчэ побач, де прадстаўніцтва, ніякіх абмежаванняў больш не было, але зараз мы бачым наўпроставыя перашкоды кандыдатаў у дэпутаты для таго, каб я магла сустрэцца сваімі выбаршчыкамі. Моя перадвыбарчая кампанія ішла пад лозунгам «Саюз з Расіяй, гэта вайна і галеча». Гэта адзіная мэта увогуле майго высоўвання як кандыдата ў дэпутаты. І таму я вітаю любыя мерапрыемствы, якія накіраваны на незалежнасць нашай краіны. Калі моладзь прыходзіць паслухаць музыку, паглядзець кіно, я толькі вітаю. Скажыце, калі ласка, яшчэ хто з кандыдатаў у дэпутаты тут? Гэтага я не ведаю, на жаль, звяртайцеся да іншых кандыдатаў. Дзякую вялікі. Гэта Алена Толстая, якая толькі што распавяла, чаму вырашыла падтрымаць гэты сход падпісчыкаў нехты. Мы бачым, што тут насамрэч некалькі дзясяткаў чалавек ужо ёсць. Давайте паслухаем, што кажуць арганізатары. Цяпер прамаўляе старшыня Руху Солідарнасці Разом Вячеслав Сючук. Я адным з даверенай асобай Аленой Толстой, гэта кандидат по одной Менской окрузе. Вы ведаеце, што у нас зараз в краіне нестабільная ситуація. Тут уже есть супраць Лукашэнкі пачынаюць работать. Таму яна атрымала уже завагу за тое, што от окружной комиссии, за тое, што был вынесены лозунг «Союз с Россией – это война». Вось гэты лозунг з 96 года выносілі, нікога гэта асабліва не чіпала, а зараз вот яны чамусьці сталі мітусіцца в іншы бок. Я кажу про тых людзей, які так важліва меня записываюць, быццам бачыць першы раз. Шановныя сябры, мы все с вами живем в Беларуси. Мы цудоўна разумеем, што адбываецца в нашай краіне. Нема сэнсу казаць не про нашу сённяшнюю ўладу, якая абсолютно отдельно от людей, не про тое, што яны называюць выбарамі. Але нават в этой ситуации ёсць пэўныя магчымасці. Я вельмі хацеў бы, каб зараз некалькі слоў сказала
сама кандидат в депутаты Алена Владимировна Толстая. Вот в межах ИЕ компании и проводится это мероприятие. Калі ласка, Алена. Вячеслав Сіўчык папрасіў, каб прамаўляла Алена Толстая. У межах яе пікету адбываецца акцыя. Проходит под лозунгом «Союз з Россией, война и галеша». Усі мерапрыемствы, якія праходзяць у межах выбарчай кампаніі, нацеленыя на то, каб у нас не адбылася паглынанне Беларусі Расійскай Федэрацыі. Я прошу вас задаваць, калі у вас ёсць пытанні, і вельмі прошу Дмітра Захарэвіча чытаць нам вершы. Это вядомы наш беларускі паэт, бард. Калі ласка. Справа в тым, што беларусаў заўсёды так ратавала паэзія на самыя страшныя чорныя часы. Так няхай гучыць в сталіцы Беларусі беларускае слова. Калі ласка, Зміцер. Дякую. Кампания Алены Толстой проходит под лозунгом «Союз з Россией – гэта война и гэта галеша». І зусім хутка у Вільні адбудзецца перапахаванне чалавека, які ўжо больш за 1,5 стагоддзя таму у сваім апошнім лісце пакінуў запавет беларускаму народу. І памятай, народзе, толькі тады зажывеш ты шчасліва, калі ўжо маскаля над табой не будзе. Як мы бачым, лозунг нашага вялікага рэвалюцыянера Кастуся Каліноўскага перагукаецца з тым лозунгам, пад якім... Вось цяпер прамаўляе бард Зміцер Захарэвіч, а тым часам мы пагутарым яшчэ з тымі, хто прыйшоў сёння на гэтую акцыю. Мы бачым, што тут таксама ёсць актывісты. Тут таксама ёсць Павел Севярынец, старшыня БХД, актывісты Яўгенов Нагель, Максим Вінярскі, гэта з тых, каго вось цяпер я бачу. Яны таксама маюць такі стэнд з выявай нехты, і таксама тут кіраўнік Маладога фронту Дзяніс Урбанович. Обсуждать будет фильм «Нехты Лукашенко. Уголовные материалы». Потому что получается, что фильм есть, популярный, все его видят. А вось гэта, дарэчы, блогер Мозгон, які таксама заклікаў сюды прыходзіць. Дазвольце, калі ласка, ў жывым эфіры Белсату запытаць вас, вы блогер Мозгон, правильно? Назовитеся, калі ласка, як да вас звяртацца. Здравствуйте, меня зовут Владимир Цыганович. Вот музыка громкая поставлена. Владимир Цыганович меня зовут. Давайте не будем перекрикивать спокойно. Сейчас канал Мозгон. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте з вами, може, адыдзем сюды і пагаворым. Сапраўды, хацелася б ваш каментар атрымаць, таму што вось мы ведаем, нехта быў другім па сутнасці, а першым пасля прагляду фільма заклікалі менавіта вы выйсці ў офлайн. Распавядзіце, як такая думка вам прыйшла і навошта гэта? Смотрите, я просто много раз говорил, что у нас, получается, в обществе вот неработающие инструменты подменяются другими. Оказалось, что парламент наш не в состоянии отвечать на вопросы людей. И большинство проблем, которые возникают у людей обычные проблемы, дорожный сбор, бензин, несправедливость любая. Люди понимают, что им некуда стучаться. Парламент, министры, никто не слышит. И единственный способ — это постучаться в двери блогеру, и он начинает. Я буду называть, ребята их все знают, потому что сегодня, получается, блогерское сообщество суммарно, оно гораздо популярнее среди народа, чем официальные телеканалы. Но происходит в стране вид, как будто нас нету вообще. Проблем, которые мы озвучиваем, нету. И получается, как в сказке, помните, голый король. Все понимают, что... И все делают вид, что ничего не происходит. Нету обратной связи никакой у людей с государством. Получается, миллионы людей, молодых, они все с телефоном ходят, они все сидят в Ютубе, не в БТ, поверьте. Все события, которые освещаются, есть ребята гомельские, очень активных блогеров у нас много. Они поднимают вопросы, вот сейчас вопрос, доедут они сюда или нет. Потому что начали, вот есть блогер Серый Кот, был кандидатом в депутаты, его сняли, там у него какие-то... Не знаю, что с ним произошло, пока стрим идет. Степан Нехта. Ну что, молодой парень, 20 лет, ему жить, дожить, ему казалось бы, вот мне жалко, честно, вот таких блогеров, как Степан, Марат, в каком плане? Им приходится отсматривать какой-то вот этот бородатый материал старый, отслеживать БТ, чтобы доносить информацию. Сразу скажу,
что я считаю, что молодые люди должны не заниматься вот этим копанием. Мы должны не бодаться друг с другом. Мы должны думать вообще, а что нам делать в ситуации в стране. И заметьте, очень символично то, что происходит сегодня. Получается, кандидаты в депутаты не сильно общаются с людьми. Депутаты вообще, если я спрошу, сколько вы депутатов знаете, кроме Конопатской вы никого не знаете. Это представители народа, которых никто не знает. И самое главное, самое интересное, я фонарик смотрю, я не знаю для чего, извините. Самое главное, самое интересное, что сколько можно критиковать? Вот поток этой 1, 2, 3, 4, 5, 10 фактов. Тишина, спрашивайте. Скажите, калі ласка, а навошта вось тут собралися сёння люди? З якой мэтай? Якая мэта збору Смотрите, людей? значит, у нас получается наша оппозиция. Она выглядит, по сути дела, как подводная лодка дальнего плавания. Она всплывает в момент выборов. Вот эта вот движуха происходит, а потом уходит и выныривает в момент следующих выборов. Но есть объяснение. Потому что в другой момент, получается, невозможно проводить пикеты. Если ты попросишь провести какой-то пикет, тебе скажут, ну, либо где-то на задворках, либо еще где. Сразу скажу, я очень критично все время относился ко всем вот этим блогерам, которые там критикуют, к самому Степану, проплаченный, польский там, Лебедько, ко всем я плохо относился, потому что информация всегда была с одних источников. Показали, что по БТ, как только ты начинаешь вариться, ты видишь вторую сторону. И ты уже начинаешь думать. Які будете проблемы сегодня вырашать? Самая главная проблема, можно я символично очень расскажу, чтобы вы понимали, какая проблема. Хочется конкретно. Конкретно? Смотрите, нету обратной связи. Ты говоришь о проблеме. Последнее. Комитет государственного контроля. Анфимов Леонид, руководитель, пишет на онлайнере, нашем популярном сайте: хотелось бы организовать народный контроль за деятельностью предприятий, там, каких-то чего. Конкретно пишу ему: давайте организуем. Завтра я готов предоставить 10 человек с нашего движения. Послезавтра я готов предоставить 100 человек, в течение месяца 1000, 2 месяца 10 тысяч. Я уверен, ответа никакого не будет. Согласно Конституции, статья 37, граждане имеют право принимать участие в управлении государством непосредственно и через депутатов, то, что у нас. Говорю, у нас есть проблемы, которые волнуют всех. Министр экономики озвучивает: 50% людей не оплачивают дорожный сбор. Знаете, это 500 000 автоводителей не платят дорожный сбор. Это огромное количество людей, этот вопрос их волнует. Ответа нет. Говорю, давайте встретимся. Вот поддержка людей. 5 человек мы соберем. Будут представители грузоперевозчиков, таксистов, обычных водителей. Официально манифест. Обсуждаем вопрос ценообразования на топливо, вопрос дорожного сбора, вопрос, возможно ли ГАИ останавливать просто так водителей и говорить: проверка документов, потом выписывать штраф, когда человек ничего не нарушил. Нужно ли Белтол вот эти рамки оплачивать белорусским перевозчикам? Конкретные абсолютно вопросы. Мы стучимся во все двери. Администрация президента вообще не удосуживается отвечать на эти вопросы. Подорожный сбор предлагаем, давайте отменим. Коль у нас выяснилось, что законы не подписаны, не предоставляют документов, не хотят общаться. Максимально конкретик, я же назвал. Табакерки, алкоголь. У нас в стране мы потеряли за последние 25 лет 750 тысяч. И самое главное, что 500 тысяч это молодежь. Пенсионная реформа, как вы думаете, откуда взялась? Вот это то, что в 5 лет в плечи всем пенсионерам. А это один промах. Это в том, что государство не занималось демографической политикой полностью и не занималось пенсионной реформой. У нас пенсию оплачивают нынешним пенсионерам, работающим сегодня. 500 000 молодых людей в возрасте до 15 лет мы потеряли за 25 лет. 500 000 куда-то делось. Нету. Ну не рожают, нету условий. Получается, пенсию сегодняшнюю выплачивать некому. Но нам это привозят как? Мы стали здоровее, бодрее, жить дольше стали, поэтому пенсионеры еще 5 лет поработают. Вот такая вот манипуляция какая. И самое главное, что мы сейчас, объясню, видим, какие есть проблемы. Мы предлагаем, давайте собираться решать. Власть, отвечайте на вопросы. Фильм Степана Нехты. Важный момент. 2 миллиона белорусов посмотрело. 80 тысяч там лайков. 35 тысяч комментариев. Как будто Мы вообще видим, ничего кто не стоит происходит. Там, и сколько стоит здесь. Мы видим. Живи Беларусь! Здесь не раздают бургеры, здесь не раздают каких-то плюшек. Но тем не менее люди пришли, я вам объясню, давайте я вам просто... А вы можете сказать, кто вы? Вы можете представиться на камеру, но все люди... Владимир Цыганович, индивидуальный предприниматель, занимаюсь рекламой в интернет. Если я не ошибаюсь, я с 2007 года зарегистрирован как предприниматель.
У меня есть несколько сайтов информационных, они уже сейчас такие устаревшие, уже приходят как Сантехника Бай, Глаза.бай, если вам интересна конкретика, ну максимально. Беговой блогер? Параллельно я занялся блогерством. Сначала стройка, потом я долго критиковал государство, я видя проблемы, говорю, вот смотрите, вот есть проблема. От банально простого. Парк Горького, да? Почему я вижу Кока-кола, пиво, но ни одной детской площадки нормальной такой в доступе обычном. Это было лет 5 назад еще. Единственная площадка, которая была подарена компанией Coca-Cola во всем парке. Говорю, давайте турник сделаем. Я готов за свои деньги поставить турник в Брусе. Это было 4 года еще назад, представляете? В парке Горького, говорю, сам. Встретимся, обсудим, где можно, чтобы проводить соревнования какие-то. Мне ни ответа, ни привета. И нельзя ставить, и нельзя... Ну как это так, если вы и сами не делаете, и не хотите помогать гражданам слушать, что они говорят? Как вообще иметь дело с людьми, которые... Я государство думал, вот я сейчас живу в деревне конкретно, агрогородок Петришки под Минском. У нас, вот люди с электрички приехали, это 20 минут от Минска. Вот они вышли и пошли по грязи. Вот здесь плитка, тротуары выкладывают 2-3 раза подряд плитку одну на другую. А там люди по грязи пошли, тротуаров нет, они пошли по дорогам. 21 век, и когда... Проблемы нет такой, но когда ты приходишь к председателю совета и спрашиваешь, конкретный вопрос, когда у нас будут тротуары, где планы развития населенного пункта на 5-10 лет вперед? Тишина, никаких планов нет. Я говорю, так если планов нет, значит вы ничего делать не будете. А вы обращались письменно? Письменно, Вось з лично. такімі праблемамі людзі выйшлі сёння сюды, іх моцна непакоіць шэраг розных сацыяльных праблем. Ну а тым часам мы пагутарым з моладзю, якая таксама сёння прыйшла сюды. Добрый дзень, тэлеканал Белсат, скажыце, калі ласка, чаму сёння вы тут, ці вы прыйшлі на збор падпісчыкаў нехты? Нет, мы просто гуляли, вот решили прийти, посмотреть. Проходили буквально мимо, если А ці честно. вы падпісаныя на нехту, вы ведаеце такога блогера? Да, но у меня, честно говоря, нет даже телеграм-канала, поэтому я даже не знаю. Ой, куди тут? Добре, дякую. Так само випадкові мінаки тут трапляються. Добрий день, телеканал Белсат. Можна з вами поговорити, коли ласка? Добре. Добрий день. Добре, телеканал Белсат. Скажіть, коли ласка, чому сьогодні ви тут? Ну, я підписаний на канал Нехта. Ось, мені було цікаво побачити, ми активні офлайн, не тільки онлайн. Поглядіти, хто сюди прийде. Ось, якби, простий учинок, просто прийти. Ось чому я тут. Скажите, калі ласка, а ці пам'ятаєте ви ось калісьці, калі праз сацыяльныя сеткі даводзілася людзей збіраць і людзі выходзілі? Магчыма, вы памятаеце акцыі 2011 году? Насамрэч, якби, ёсць пэўнае кола знаёмых у Фейсбуку, і там, якби, я бачу этой обвестки. Но так конкретно не успоминаю. Ну, периодично это отбывается, но хутчэй это менавіта маё кола знаёмых. То бок вы прыйшлі проста з цікаўнасці паглядзець, што будзе, правда? Да, ну не толькі. Ну, я лічу это вельмі важным. Якби не толькі чытаць нехту, но і нешта рабіць. Я думаю, што кожны з нас можа рабіць сваю маленькую справу. Мы яе робім. Вось, і важна убачыць адзін аднаго. Як вас зовут? Алексей. Дякую вялікі, Алексей, за ваш каментар. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму сёння вы прыйшлі на вось гэты сход падпісчыкаў нехты? Ці вы падпісчык нехты? Да, я буду говорить по-русски, если можно. Да, я тоже подписчик нехты. Я всю свою жизнь живу в Минске, я здесь родился. Мне не все равно, что происходит нашей страной. Вот. Поэтому мне хотелось бы как-то внести свой, пусть маленький вклад, ну, если это будет реально и возможно. А як гэта вы бачыце? Якім чынам можна ўнесці ўнёсак, на ваш погляд? Ситуация, на самом деле, у нас очень сложная в стране, но вот для этого мы здесь и собрались, чтобы как-то вместе поговорить, поделиться какими-то мыслями, впечатлениями обо всем. Немагчыма адмаўляць, што акцыя палітычная, немагчыма гэта адмаўляць. А ці раней вы ўдзельнічалі ў палітычных акцыях? Раней я не то что участвовал, я в 2010 году так само был в самом, скажем так, в центре событий. Потрапілі ў эпіцэнтр падзею, так? Нет, обошлось.
Як вас зовут? Меня зовут Дима. Дякую вялікі вам, Дзіма, за ваш каментар. Дякую, што пагаварылі з намі. Ну а тым часам я нагадаю, што мы вядзем жывую трансляцыю з Менскай плошчы Свабоды, дзе адбываецца не толькі пікет кандыдатаў у дэпутаты, але і сход падпісчыкаў папулярнага вядомага блогера Нехта. Насамрэч тут сабраліся ўсе магчымыя апазіцыйныя актывісты. Вось вельмі шмат знаёмых твараў, але вельмі шмат і новых людзей, якія раней не трапляліся падчас вось такіх вось акцыяў, якія, магчыма, ніколі і не выходзілі і не цікавіліся гэтым, але прыйшлі сёння менавіта таму, што падпісаныя на Нехту. І у нас адразу будзе пытанне вось да маладога чалавека з бел-чырвона-белым сцягам. Вельмі шмат сімволікі нацыянальнай сёння. Вітаю, як вас завуць? Мяне клічуць Данусь. Вось. Я просто звычайны мінчук, які прыйшоў падтрымаць Нехту, нашага вядомага блогера, які зняў просто цудоўны фільм. Вось. І падтрымаць іншых удзельнікаў акцыі. Вось. Раз мы загаварылі пра фільм, то скажыце, калі ласка, Данусь, ці вы ведалі гэтыя факты, якія вось у фільме, раней? Ці гэта было цалкам для вас нешта новае, абсалютна? Ну, не толькі б ведаў, але плёткі пра гэта ўжо даўно хадзілі, пра гэта ўжо шмат хто казаў, але гэта было толькі на кухні. Ніхто не выказваў гэта масава ў інтэрнэце, ў сеціве, або тым больш на тэлебачанні, вядома. Вось. Але я вельмі рада, што пра гэта пачалі казаць. Я адразу паказаў дзядулю гэты фільм, і маці нават раней за мяне паглядзела. Вось, канешне, дзядуля мой мат праз мат, маці мая плакала, калі ўбачыла всю рэчаіснасць, якая ёсць і якую ад нас хаваюць. А колькі вам гадоў, прабачце? Мне 19. 19, так? Але вось нават вашая маці не ведала тыя падзеі, якія адбываліся, якраз адбываецца атрымліваецца ў яе маладосці. Знікнення палітыкаў вядомых, так, разгоны плошчаў. То бок яна пра гэта ўсё не ведала? Не, яна, вядома, ведала, але, разумееце, гэта былі складаныя часы для нашай краіны, для нашага народу. І часу не было, і, напэўна, жаданне проста ўдзельнічаць у гэтых палітычных падзеях, таму што людзі думалі, як выжыць. Людзі шукалі, як паесці. Мне маці сама распавядала пра гэтыя факты пачатку 2000-х, а асабліва ўжо можна прамаўчаць пра 90-е. Як было складана нашым бабулям, дзядулям, маці і тату. Скажыце, калі ласка, як ставяцца вашыя сябры, вашыя равеснікі, бо трошкі вы маладзейшыя за мяне, і, магчыма, я не ведаю, якія там настрой, да вулічнай актыўнасці, да вось такой палітычнай, менавіта вулічнай варушняку такога вулічнага. Як яны да гэтага ставяцца? Усе вельмі цудоўна ставяцца, усе разумеюць, што трэба змяняць, калі ты будзеш сядзець на кухні, ты нічога не зменіш. Дякую вялікі. Вось прабачце, калі ласка, мы вымушаныя былі перарваць каментар, таму што цяпер супрацоўнікі відавочна міліцыі ў цывільным спрабуюць паштурхнуць аднаго з удзельнікаў акцыі, які забраўся у кузов трактару, і паспрабаваў паставіць сюды калонку з гукаўзмацняльнай апаратурай. Вы вось можаце назіраць, што як бы іх адтуль вельмі настойліва папрасілі спусціцца. Добрый дзень. Добрый дзень. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Можна, калі ласка, пагаварыць з вами? Мы вось хочам пагаварыць з гэтым чалавекам, якога толькі што спрабавалі так вось фізічна выштурхаць. І мы бачым, што супрацоўнікі міліцыі ў цывільным яшчэ тут прысутнічаюць. Не вельмі зразумела, што адбываецца, нейкая гаворка паміж Еўгенам Афнагелем і працаўнікамі ў цывільным. Яны незадаволеныя былі тым, што малады чалавек забраўся ў кузаў трактару. Вельмі вялікая канцэнтрацыя тут супрацоўнік. Ой, прабачце, калі ласка, што адбываецца, мы не разумеем, але пачынаецца штурханіна, даволі моцная штурханіна пачынаецца. Мы не бачым, ці ёсць затрыманыя, але мы бачым, што адбіраюць калонку, адбіраюць апаратуру. Распачалася моцная штурханіна, вельмі моцная штурханіна. Цяпер я не магу бачыць, што адбываецца ў эпіцэнтры падзеяў, аднак
адсюль я магу вам сказаць, што адбылася такая патасоўка, штурханіна паміж удзельнікамі акцыі і супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным. Працаўнікі міліцыі разбілі гукаўзмацняльную апаратуру. Ну вось толькі што вы можаце пабачыць наступствы гэтай штурханіны. Атрымалася так, што тут разбітая апаратура, разбітая колонка. Степан не смог сегодня приехать, вы знаете, слышали об этом. Вот снимайте эти колонки, что они сделали. Услышьте вопрос. Блогеры сегодня, они заменили депутатов, по сути дела. Депутаты сюда не приходят, не общаются. Понимаете, с людьми. Когда поднимается вопрос, никакого ответа нет. Мы просим просто, начните работать, отвечать мочить. Понимаете? Просто обычно. Казалось бы, ну что можно? Молодые люди, активисты. Да дайте им работу какую-нибудь, чтобы они помогали. Они же готовы для страны работать. Никакой связи, никакого общения. Скажите, калі ласка, ці быў затрыманы хтосьці толькі што, ці не? Затримано несколько людей до початку акции. Да, пачатку, а хто, скажыце? Василь Жоров. Невядома. Адкуль вы даведаліся? Ад яго. Скажыце толькі што, вось не было затрыманых? Толькі што затрыманняў не адбылося? Мы не ведаем. Андрей Шаренда затриманы. Андрей Шаренда гэта вось малады чалавек, які забраўся у кузаў трактара, і вось цяпер паводле інфармацыі Яўгена Афнагеля ён быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным. Тут нашмат больш людзей, чым там, дзе праводзяць. Колькасць людзей можна ацаніць у прыкладна больш за сотню, якія вось менавіта тут знаходзяцца каля нас. Удзельнікі акцыі абураныя тым, што была разбітая апаратура, і адзін чалавек, Андрей Шаренда, быў затрыманы міліцыянтамі ў цывільным. Ну, все на видео будет. И все знают, все в лицо. Евген, давайте мы з вами пагутарым яшчэ, так? Пазней. Але Андрей Шаренда затрыманы, гэта дакладна, так? Андрей Шаренда дакладна затрыманы. Затримано ще некілька активістів, так само ми зараз висвітляємо. Дякую. Может, им надо было противодействие какое-то. Тут хватает мужиков. Вот Степан здесь присутствует таким образом. Степан вместе с нами везде. И я ему прошу, не приезжай пока сюда. Ты нужен нам за мяжой. Так ты допомагаешь. Як вас зовут, пробачте? Мария, а чему вы трымаете? Это то, что засталося нехты, так? Я его спасла, чтобы никто не ходил по нему. Да. Скажите, калі ласка, вы подписанные, так? Вы подписанные? Я подписант, да. Ага, вы упершыню пришли на вулічну? О, на мяне? Мария, так? Ага, дякую вялікі. Скажите, калі ласка, ці раней вы выходили на политичные акции? Конечно, но я немного опасалась их, но сейчас я решила... Я сейчас волонтер в депутатской кампании, но... Кого? Алена... Толстой, так? Нет. Терешковой. Вот. Ага. Да, это с Каменногорки округа. Да, она сейчас просто на своем пикете раздает листовки. Ну вы не потерпели хоть подчас штурханіну? Нет, я все бачила, могу видео дать. Дякую вялікі, дякую. Вось Марія кажа, што выратавала нехту. Сапраўды, гэты стэндзік быў разламаны падчас штурханіны, якая ўзнікла з супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным. Давайте паходзім навокал і яшчэ паспрабуем паказаць, што тым часам адбываецца на тым баку ратушы. Што тым часам адбываецца на тым баку ратушы. У
Ужо ёсць адзін затрыманы ў сённяшняй акцыі. Я нагадаю, што гэта Андрэй Шарэнда. Ён спрабаваў паставіць гукаўзмацняльную апаратуру ў кузаў трактара, які таксама тут вот стаяў побач. Ну і гэта не спадабалася міліцыянтам, яго дастаткова брутальна затрымалі. Тым часам давайте паглядзім, што ж адбываецца на гэтым баку. А вось мы бачым, што тут моладзевыя актывісты таксама ёсць. Веры можам, пераможам, скандуе моладзь з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вельмі шмат сапраўды нацыянальнай сімволікі сёння. Ну а тым часам літаральна у некалькіх кроках ад таго, што мы толькі што назіралі, стаяць пікеты Белай Русі і агітуюць за кандыдатаў ад Белай Русі. Тут ужо дзяржаўная сімволіка чырвона-зялёная, тут гучыць музыка. Добрый день. Добрый день, телеканал Белсат. Давайте з вами поговорим. Ні, дякую велике, не хочу розмовляти. Не хочете размаўляць. Добра, то мы знойдзем тады таго, хто хоча з намі паразмаўляць. Вельмі, канешне, цікава было б звярнуцца да вось гэтых вось БРСМ актывістаў, але яшчэ я бачу спадарню ад Белай Русі. Добрый день, телеканал Белсат. Хотели с вами поговорить. Скажите, калі ласка, чаму сёння такая актыўнасць тут повышенная? Выборы скоро. А вы что день приходите сюда танцевать? Мы приходим, нет, не что день. Мы в разных местах Минска стоим, но каждый день. А вы представляете Белую Русь, так? Ну, я член общественного объединения «Белая Русь», член Совета Ленинского, да. Вообще я член Белорусской патриотической партии. Есть такая у нас. Я нават и не ведала. Жалко, вот надо было мне шапку одеть и как раз меня... Скажите, а ці ведаеце вы такого блогера Нехта? Такого вядомага палітычнага блогера Нехта? Не ведаем. Я нет. Сапраўды не ведаем. А вы ведаете, вот там люди собрались с бело-червоно-белыми стягами, не разумеете? Мы отсюда видим это их, их да. справа. Да. Мы тут стоим, яны там Никто ж стоят. никому не Калі запрещает, ласка. мы здесь стоим, они там, прекрасно. Скажите, а ці было, магчыма, нейкая такая парада, трошки больш актыўна сёння себя поводить вам? Никакой парады у нас не Нет, было. у нас, вот лично я, мы делаем свою сами план работы свой, да, и мы просто ставим в известность городские власти. Вот и все. У нас есть активисты свои, тому мы тут. Мы каждые пикеты согласовываем предварительно, смотрим. А за кого вы агитуете? За якого кандидата? Это я. А, это вы кандидат. Назовитеся, калі А мы ласка. агітуем за Сайганова Татьяна Ивановна. Тетяна Івановна, добра, дзякую вялікі, што патлумачылі. Вось паговорили мы з гэтымі прыязнымі людзьмі, а давайте цяпер паспрабуем вярнуцца ўсё ж да акцыі Нехта, а пасля мы, магчыма, яшчэ падыдзем да валанцёраў БРСМ, якія вельмі гучную музыку на пачатку ўключылі. Менавіта таму акцыя Нехты і перамясцілася сюды, і пікеты незалежных кандыдатаў перамясціліся сюды на іншы бок ратушы. Канешне, канцэнтрацыя людзей значна большая тут. Гэта немагчыма параўнаць з той колькасцю, якая стаіць каля пікетаў Белай Русі. Давайте паглядзім, што тым часам адбываецца тут. Хтосьці прамаўляе таксама ў мегафон, у нейкую гукаўзмацняльную апаратуру. Давайте паспрабуем паглядзець, хто ж там прамаўляе. Хто ж там прамаўляе? Рассматривать как в уголовном, это в общественном месте. Гэта пікет Мікалая Маслоўскага, калі не памыляемся, і падысці да яго вельмі складана. А калі мы вас папросім, дазвольце, калі ласка, телеканал Белсат, можна? Можно? Выпущенный блогером Нехта. Дозвольте нам, калі ласка, пройти и послушать. Мы видим, как власть на это реагирует. Мы видим, как по-клоунски бегают. Дамы и господа, я хочу понять следующее. Вот Максим, мы с ним хорошо знакомы. Макс, на своем пикете агитирует. Я объясню ситуацию. Я не трус. Мне предстоит еще сделать одно мероприятие. И я не хочу, чтобы меня сняли. Макс, прошу понять. Окей? Без обид. Давай немножко так. Хорошо. Миколай Масловский и вы все видели, что нам просто перебегала группа людей, изображающая агитацию за провластных кандидатов. Она меняла место
бегая за нашим пикетом. Было ясно видно, как они это делают, как они переподключают свою аппаратуру. Сейчас мы видим, что они пошли и на большее. Они ломают атрибутику, они топчут колонку звукоусилителя, и это делают не люди в форме, официальные какие-то лица, это делают штатские бандиты, соучастники тех, о ком говорил Некста в своем фильме. У нас сейчас задержан незаконно этими людьми Андрей Шеренда, наш коллега, избит, заволочен в ратушу. Просто так, какими-то штатскими бандитами. И это говорит только о том, что мысль обсуждать эти вещи, о которых Степан снимал свой фильм, она 100% правильная. И пока мы не ответим на вопрос, что делать, который, например, задавал блогер Москон, пока мы не решим, что делать дальше, с нашей страной можно будет делать все, что угодно. И сейчас это решать в принципе нам. Подавать друг другу знаки. Тым часам колькасць прысутных можна ацаніць ужо ў некалькі сотняў, прыкладна 200 чалавек дакладна тут ёсць каля ратушы. Прысутныя прамаўляюць у мегафон, актывісты каля пікету Мікалая Маслоўскага. За мной наблюдает микроскоп. Мне нужно сделать еще одно мероприятие в этой стране. Но для того, чтобы снять еще одно мероприятие. Ребята услышат. Толькі што вось Мікалай Маслоўскі відавочна папрасіў актывістаў ля яго пікета не прамаўляць. Таму давайте паслухаем, што ж усё ж мелі на ўвазе гэтыя актывісты, і пройдзем, каб паслухаць іх трошкі далей. Скажите, калі ласка, что вы хотели сказать? Я, в принципе, многое хотел бы сказать, но мне не дали. Меня зовут Андрей Войнич, и я хотел бы для начала обсудить, в принципе, фильм в двух словах. Самый главный ключевой момент, все-таки, который был поставлен Степаном, вопрос, это что делать? Каждый из нас, друзья, должен ответить на этот вопрос себе сам. Каждый должен его задать и подумать над ним. Что делать? Что нам всем делать дальше? Мое личное мнение, что белорусы, как народ, должны уже все-таки сформироваться. Должны, не знаю, сконсолидироваться как-то, объединяться. Потому что если так будет продолжаться, от нас не останется ничего. От нас не останется людей, от нас не останется народа, у нас не останется территории. У нас, вот вдумайтесь в слово «ничего». Задайте себе вопрос, что делать дальше, что делать. Спасибо, наверное, у меня все, и все. Сябры, меня зовут Евгенов Нагель, я координатор громадянской компании «Европейская Беларусь». На жаль, сегодня многие люди не смогли доехать, удымліку и блогеры. На жаль, супрацоўнікі милиции и улада так нас боятся, что псуюць гукавую апаратуру, наганяюць сваіх халуёў, каб яны тут нешта рабілі і заглушалі нас. Але тым не менш, мы сабрались, і я прапаную зараз працягнуць тое мерапрыемства, якое запланаваў Сцяпан, якое мы все запланавалі, і абмеркаваць фільм. Абмеркаваць фільм, які ўжо сабраў 2 мільёны праглядаў, які паглядзела 2 мільёны беларусаў. Абмеркаваць тыя праблемы, якія ў ім стаяць. Мы вітаем Андрэя Шеренду! Андрей Шеренда ўсё ж не быў затрыманы, ён на волі, і вось цяпер яму перадаюць слова. Я думаю, зараз я просто дам слово Андрею, і ўжо ён распавядзе, за што яго затрымалі, і што было далей, і як яго вызвалі. Это вельмі цікава. Дякую вялікі. Мяне затрымалі, калі мы спрабавалі трансляваць фільм на сцену ратушы. Меня затягнули внутрь ратуши. Они просто спужалися, что зараз выбьют двери и вызвали меня. Дякую за подтримку. Живе Беларусь!
А сейчас я даю слово человеку, который призвал, в общем-то, подал идею проведения этого мероприятия, который должен был быть его ведущим, другу Степана, блогеру Москону. Ребят, сразу хочу сказать, мы не сколько други, сколько соратники, потому что, ну, вот так получилось, да? Степан там живет, мы лично не встречались никогда. Но проблему, которую я хочу озвучить, вот услышьте сейчас внимательно. В 1965 году случилось такое событие, которое, казалось бы, к нам не имеет отношения. Девушка по имени Сильвия Мэри Лайкинс жестоко была убита в приемной семье, родителями приемными. Дети ее избивали, не кормили там, травмы нанесены. И когда вот ее убийство это вскрылось в маленьком городке американском, то оказалось, что и соседи видели, как издевались над этой девушкой, и пастор знал, и учителя в школе. Все были в курсе, но все молчали. И на основании вот этой истории был снят фильм под названием «Американское преступление». Может, кто-то смотрел. Так вот, сейчас я вижу, что происходит белорусское преступление. Мы же все вместе знаем, что что-то не так в стране происходит. Мы видим, что те законы, которые написаны, не соблюдаются. Любой человек может открыть Конституцию, и у него возникнет масса вопросов. Просто масса. Ну вот, государство ответственно за улучшение благополучия своих граждан. Еда, одежда, жилищные условия. Что мы сегодня наблюдаем? Происходит обнищание граждан. Об этом конкретно пишут каждый месяц в новостях на Тутбае. Кредитные долги населения побили очередной рекорд, очередной рекорд, очередной рекорд. Говорить можно бесполезно. Поблагодарим Степана, что он снял фильм, где, собственно, вот эти все проблемы, они слились в единую. И сегодня, когда блогеры подменили, по сути дела, депутатов, это вот логичное продолжение мероприятия нашего, то вопрос тогда, а вот что дальше? Уже все посмотрели этот фильм. Кто-нибудь не смотрел, может, о чем идет речь? Расскажите. Фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Смотрели. Вы что-то новое узнали? Нет. Вы что-то новое узнали о том, в какой стране вы живете? Нет. Кто-то узнал, кто-то нет, но тем не менее, смотрите. Все возраста представлены здесь. Молодые ребята, старые, все пенсионеры наши, ну извините. И получается, вот срез населения достаточно большой, а онлайн смотрят тысячи, может быть, десятки тысяч человек. У них вопрос, ну вот что дальше? Вот мы посмотрим очередной раз этот фильм, пройдет 2 недели времени. И что дальше? Опять забудем? Через 10 лет опять покажут очередную серию этого фильма, где просто добавятся новые вот эти события, которые прямо сейчас на наших глазах будут происходить. Очередные выборы, когда выбора по сути нет. Зайдите на сайт избиркома. Посмотрите, какая информация представлена о кандидатах. Это в 21 веке. С интернет-технологиями. Как можно выбрать по той информации? Биография, заработок в прошлом году, наличие машины. На сайте избиркома нету ни программы, ничего вообще. Дети есть. Вот заслуга человека. Ну, это уже хорошо. Это заслуга большая. Я говорил про проблему. У нас население сокращается. Причем катастрофически сокращается. И скоро эта проблема коснется каждого. Потому что вся вот эта инфраструктура, дороги, здания, пенсионеры, бюджетная сфера, она вся содержится с работающего населения. Если люди уедут из страны, что у нас произойдет? Вот эта денежка, маленькая часть, ровным слоем будет размазана среди всех. Уже сейчас люди чувствуют. В столице, скажу вам, это не так видно, потому что в столицу все самое лучшее. Здесь более активные люди. Здесь надо их, больше надо уважить этих людей. Так, ребята, вот что дальше? Как мы вот поступим? Нам это интересно, вот что дальше будет у нас? Нет. Или не интересно? Давайте скажите, вот какие версии у вас? Вот что дальше? Вот мы посмотрели фильм,
мы увидели какие-то проблемы. Фильмов таких сотни. На самом деле много. Это просто ключевой момент. Вот что дальше мы делаем? Продолжаем критиковать или мы какие-то решения предлагаем? Представьте, пожалуйста. Шаров Николаевич, Европейская Беларусь. Я не народ, я активистка. Активистки даем. Ладно. Я режиссер, документалист, активистка компании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик. 25 год тому я была выканаўчым прадюсерам фільма «Звычайны прэзідэнт». За гэты фільм быў жорстка збіты рэжысер Юрый Хашчывацкі. Мяне пазбаўлялі пасля усе гады працы. Я не хочу казаць, што ў маім жыцці адбылося. Зараз мне ўжо 50. Палова жыцця я жыву у Беларусі, якой пераўтварылі ў турму пад адкрытым небам. Дык вось, я хочу, каб людзі, якія з народа хочуць выказацца, што далей рабіць, на ваш погляд, куды нам далей ісці. Заўжды уладу меняла вуліца, уладу мяняў народ. Мірныя пікеты, мірныя мітынгі. Паглядзіце, як яны баяцца таго, што сёння да нехта прыйшлі людзі, прыйшлі беларусы. Не так шмат, не 100 000, але гэта іх так напалохала, што яны пачалі збіваць і ламаць апаратуру. То бок, я заклікаю беларусаў рабіць мірныя мітынгі, мірныя пікеты, каб улада стамілася і сышла. Лукашенко, сыходзь! Мы ненавидим гэту диктатуру! Живе Беларусь! Кто хочет выказаться? Я читаю стихи. Машины и автобусы бегут по глобусу. Душа прогоркла в соусе тоски. Скрипят Ньютоны, Дарвины, а мы, как прежде, варвары, молчат, как пробка, чертовы мозги. И даже дивным кажется, уме никак не вяжется. Как на ура идет любая ложь. Лжекапиталократию назвали демократией, уже над владом выборы даешь. Выборов нема на Беларуси при Лукашенке. Нема выборов. Даем слово молоді. Яна наша будущее. Дякую. Всем привет! Я хотел сказать, что я недавно познакомился с горячим кандидатом, за которого советую всем голосовать с 107-го округа. Наталья Ивановна. Идеальный кандидат. Ну, тоже не согласен с властью, тоже есть претензии. Тоже очень волнуюсь. Нервничаю, боюсь, но надо сопротивляться. Живи Беларусь! Всем спасибо! Это не оппозиция. Ребята, давайте потихонечку, вот эмоции есть у нас, да? Смотрите. Цяпер адбываецца такі вольны мегафон. Блогеры і актывісты перадаюць гэты мегафон усім, хто жадае выказацца. І вось цяпер перадалі маладому чалавеку, які вельмі хваляваўся, але ўсё ж прамовіў. І цяпер яшчэ не плануюць разыходзіцца і плануюць далей працягваць вось гэты фармат такога вольнага мегафону. Давайте паглядзім і паслухаем, хто ж яшчэ будзе выказвацца са звычайных людей, со звычайных наведников акции. Куда они уезжают? Польшу, Россию. А почему они уезжают? За низкого уровня жизни. А вы думаете, они не патриоты? Патриот. Вы думаете, они вот так вот, ну, им плевать на страну, да, им все равно? Нет. А вы понимаете, что для того, чтобы сегодня многим молодым людям обеспечить старость своим родителям, им просто нужно будет работать за границей. Здесь не заработаешь денег. Если мы просто видим, как дальше. Вы знаете, что у нас в стране происходит со внешними долгами? Увеличиваются. 21 миллиард долларов. Это вот внешний долг. Когда я задавал вопрос, под что эти деньги были взяты? Чем мы отдавать будем? Ответ я не получил. Все говорят, что государство проводит выгодную политику, в том числе сотрудничество с Китаем. Я десятки раз спрашивал, писал официальный запрос. Мы торгуем с Китаем в минус, по нарастающей с 2006 года. Минус 100 миллионов, 200, 300, 2 миллиарда 700. В чем заключается стратегическое партнерство? Объясните. В чем?
В чем партнерство, когда в минус торговля идет? Может, вот как-то. Нам говорят, что построят стадионы китайцы. Почему они строят не школы нам? Почему? Почему бассейны в Минске надо строить? Объясни. Символы власти. Ребята, я понимаю, но вы понимаете же, что это очень красиво в бюджете. На спорт выделено столько денег. Чижовка-арена построена. А в результате что у нас? А в результате у нас после Чижовки-арены Тим часом сюди таку імпровізовану принесли трибуну, докладніше звичайну лавку і И самое поставили її главное, тут. что вот казалось бы, ну просто как психолог хочется поговорить с властью, ну расскажите о проблемах. Реально расскажите о проблемах. Какие проблемы в государстве? Мы же вообще информацию обратную не получаем, не знаем, что происходит. Авторитаризм. Еще раз громче. Авторитаризм. Ребята, вот мы 150 раз это сказано в фильмах каждого блогера. И что дальше? Мы это все знаем. Ну все прекрасно, это же не новость никакая. Мы ничего нового, мы уже смиряемся просто с вещами явно. Я вижу, Конституция не соблюдается, всем наплевать. Всем абсолютно. Конституционный суд, знаете, какая интересная штука? Что когда вы граждане, вы источники права, суверенитета Республики Беларусь, вы единственный носитель, но вы не имеете права обратиться в Конституционный суд. У вас косвенное право обращаться к Конституционному суду. Только благодаря нашим депутатам вы можете донести свою мысль, обратиться к депутатам. Я обращался. Они сочли вопрос демографической катастрофы и то, что у нас население сокращается, неважным, чтобы сделать депутатский запрос в Конституционный суд. Им это не важно. За долги огромные, им не важно. Им вообще ничего не важно у нас в стране, что нас с вами волнует. Как дальше быть? Что мы делаем дальше? Расскажите. У нас что, нету умных людей? У нас есть программисты в парке технологий, как оно называется, высоких технологий. У нас куча программистов, которые работают на европейские компании. Они что, не могут рассчитать, сколько каких специалистов нам нужно в том же городе Молодечно? 100 тысяч в городе живет Молодечно. Самый депрессивный регион. Нету работы, люди ездят в Минск. Что люди должны 2 часа каждый день ездить в Минск и обратно, потому что государство не может рассчитать, сколько там нужно сантехников, электриков, пекарей. Паглядзіце, да рэчы, наших гледачоў увагу хочу звярнуць на сцягі з лагатыпам «Нехта». Белыя сцягі з чырвоным надпісам «Нехта», якія сёння упершыню можна убачыць на вуліцах. І наступнаму прамоўцу перадалі мікрафон на гэтай імправізаванай трыбуне лаўцы, якая стаіць тут у Менску на плошчы Свабоды. Давайте паслухаем іншых спікераў. Нема выбораў. І я гэта бачыў сваімі вачыма. Быў на прошлых выборах і сам бачыў, як прыпісалі 500 галасоў на маім участку. Выборы не адбыліся, але яны у вочы хлусяць прямо на участках. Таму я заклікаю праявіць салідарнасць і сабрацца каля участку, падтрымаць, дамовіцца каля якого участка сабрацца і падтрымаць назіральнікаў, падтрымаць наше право выбора. Таму што выбораў няма. І трэба дабіцца, каб выбор народа улічваўся. Дзякуй. Ёсць ахвотныя прамаўляць у мегафон. Цяпер Алена Толстая. Паслухаем яе. Смело сюды прыйсці. Мы добра ведаем, што вось гэтыя ўсе людзі, якія вас баяцца, інскуюць, яны вас баяцца. Яны ходзяць, здымаюць на гэтай камеры і церпяць нашу прысутнасць толькі таму, што сёння таму, што усе гэтыя мерапрыемства праходзяць у межах перадвыбарчай кампаніі. Кампаніі, якой няма. Але гэтае кіраўніцтва сённяшняе, оно вымушана рабіць выгляд, як быццам бы кагосьці выбіраюць. Няма выбараў, нікога не выбіраюць. Ёсць нейкая кучка бандытаў, якая захапіла ўладу. Але нас большасць. Нас нармальных, адукаваных, маладых, сталых,
сталого ўзросту, нармальных беларусаў большасць. Усё, што мы павінны сёння усведоміць, это тое, што вас большасць. Нас увесь час даводзяць до нас, што нас мала, нас немало. Нас шмат, нас цэлая Беларусь. Ведаеце гэта, кажыце пра гэта сваім блізкім. Кажыце пра тое, што мы вартыя таго, каб жыць у незалежнай, свабоднай, еўрапейскай, заможнай Беларусі. Гэта нашая мэта. Мы еўрапейскі народ. Помніце пра гэта. Шмат хто з вас атрымлівае адукацыю за мяжой. Мы еўрапейскі народ. Мы павінны жыць як еўрапейцы. Для нас Россия зусім не браты. Гэта дзікая орда, якая ўвесь час з намі воевала. Воевала на нашай тэрыторыі, воевала нашымі жыццямі, нашай крывёю. Я не хочу, я бачу тут шмат молодых хлопчыкаў. Я не хочу, каб вы воевали за чужие интересы. Я не хочу, каб вы воевали недзе у Сирии, у Афганистане, ці яшчэ недзе. Не. У нас ёсць незалежная краіна. Наша мэта казаць пра гэта, што мы живем у незалежнай Беларусі. Беларусь не Россия. Россия заўсёды война и галеча. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! 16 числа. Это апошні день перед выборами. Я закликаю вас прийти и выказать свое ставление до Беларуси, до выборов и до незалежности нашей краины. Дякую великі. Скажите, калі ласка, чему сегодня вы пришли сюда? Еще один человек выступит. Мне очень интересно, что будет с нашей страной, и очень мне нравится то, что в нашей стране что-то происходит, чтобы изменяться. Вот так. Как вас зовут? Алина. Алина, а ранее вы выходили калі-небудзь? Нет. Один раз такое было, но это было просто ради интереса. Вот. Скажите, а вось ваши сябры, што яны думаюць пра тое, каб выходзіць на акцыю, удзельнічаць у... Так, прывітанне, як вас зовут? Прывітанне, Іван. Іван, што вы думаеце пра вулічную актыўнасць, пра вулічныя акцыі? Ці трэба гэта моладзі сёння? Я лічу, што гэта моладзі не патрэбна. Ой, не патрэбна, неабходна. Прабачце, калі ласка, неабходна. Таму што толькі праз вулічныя акцыі ўлада можа нас пачуць. Таму што іншымі крокамі, мы не можам зрабіць, каб нас пачулі. Калі мы будзем выходзіць на вуліцы, калі мы будзем паказваць, гаварыць аб тым, што нам не падабаецца, што мы прагнем зменаў, тады, мабыць, нас пачуюць. Дякую вялікі, Іван. І давайте паслухаем дзяўчыну, якая звярнулася да ўсіх прысутных тут студэнтаў і цяпер прамаўляе ў мегафон. Работали с тем, что имеем, и как бы нет смысла разжигать вражду, мы должны поддерживать нашу национальность. Учить язык. Мне вот лично страшно разговаривать на белорусском, потому что я не знаю, как мне сдавать экзамены, как общаться с другими людьми. Я хочу, чтобы мы просто, если вы все здесь, кто есть здесь, начали разговаривать на белорусском, это было бы... Вы понимаете, да? Здесь очень много студентов с разных факультетов, и я хотела бы еще призвать к тому, чтобы мы действительно хотели учиться, чтобы применять свои знания для того, чтобы развивать свою страну. Учиться не для того, чтобы... Не потому, что нас заставили родители, или мы хотим откосить от армии, вот, а для того, чтобы действительно стать умнее, потому что именно образованный человек сможет изменить что-то. Никто не будет слушать человека, который просто кричит и призывает. Нужно с умом подходить к переменам. Вот. Надо идти в армию. Живи Беларусь! Спасибо! Ребята, сейчас выступит Арсений Дедок, молодежный лидер. Працягвае прамаўляць моладзь тым часам у мегафон з гэтай імправізаванай трыбуны. Давайте паслухаем, што кажа Арсений Дедок. Добрый день, Минск! Я рады, что тут вельмі шмат молодых людей, вельмі шмат моладзі. Я рады, что мы сегодня пришли, не побоялись. Не глядячи на то, что у нас сломали гукавое абсталяванне, не глядячи на все ты перашкоды, не глядячи на то, что тут
стоит милиция и спробує нас запужать. Мы разом! Живе Беларусь! Я хотел бы сказать, что у час гэтай выбарчай кампании не только ближайшие 2 годы. Головная наша задача – это быть разом. Это падтрымліваць один одного и падтрымліваць незалежность Беларуси. За незалежную Беларусь! Живе Беларусь! Тому я закликаю усіх долучаться до усіх тих кампаній по падтрымцы незалежности Беларуси. Памятать, что мы белорусы, что мы нация и что мы переможем. Живе Беларусь! Дякую! Ребята, много желающих выступить. Сейчас я, можно скажу вот одно мнение, которое я услышал. Может быть, оно будет очень категорично, но я должен Раптоўна сказать. вельмі шмат жадаючых аказалася. Россияне для меня не враги. Русские люди для меня не враги. Украинцы для меня не враги. Поляки для меня не враги. Литовцы не враги. Это все я не разделяю. У меня дед на Украине живет. Другой дед в Беларуси. Семья в России. Родственники жены в Польше. Когда говорят конкретно, что русские враги, я это не приемлю. Просто у нас есть своя страна, которой исторически выпал шанс состояться. И по сути дела, руководству страны, вот эта независимость, она ничем не досталась, ни кровью, ничего, просто так досталась. И сейчас, вот сейчас, вся интеллигенция, которая есть, если вы сейчас не сможете здесь состояться, как отдельные независимые, построить страну, вот 10 миллионов, нормальную жизнь, на вас всегда и везде будут плевать. Вы всегда будете вторым сортом, вы не смогли здесь состояться. Поэтому, если вы здесь сможете состояться, с вами будут дружить и уважать и россияне, и поляки, и литовцы. Постройте здесь нормальную страну для людей. Я понимаю, что такое интеграция. У нас есть мясо, у них есть кастрюля, у этих есть рецепт. Мы собрались, сделали вкусную еду. Но мы не должны жить в одном вот таком вот месте. Есть забор, есть сосед. У него проблемы, придет ко мне, я помогу. У меня проблемы, сосед мне поможет. Но только на основе того, что мы друг друга уважаем. Но для этого мы должны состояться, чтобы мы уважали. Для этого мы должны сделать все, чтобы страна у нас сама состоялась. Понимаете или нет? У нас есть этот исторический шанс. У нас все есть, чтобы мы были отдельной независимой страной. Конкретной. Ну вот такое у меня отношение. Ребята, можно даю следующему? Я думаю, вы меня поддержите. У нас врагов нету. Спасибо вам большое. 2 минуты регламент. Здравствуйте, меня зовут Саратукин Михаил. Вот, я достаточно такого же среднего возраста, вот, почти под 50 лет. И видел очень много, так сказать, что происходит. Можно я одним стихом? Я не верю теперь ни во что. В государство предателей верить смешно. Я не верю теперь никому. Да и кто мне вернет из детства мечту? Кто подарит надежду на завтрашний день? Кто мне вложит в мозги, хоть пару идей, за которую я мог бы жизнь положить? Где же Родина-мать? Мы хотим ее знать. Покажите на карте ее. Видно, нету ее. Все, что было, ушло. Да и надо теперь нам страдать. Каждый стал за себя. Сам себе он страна. И воюем теперь мы с собой. Кто споткнулся, упал. Тут же в рабство попал. За зажевший с водой кусок хлеба. Наши дети не те, чтобы были с тобой. И войны новой мы не желаем, дед, тебе. Мы хотим лишь любить, мирно жить и творить. И забыть, что в душе проклинаем. Дай работу, страна, веру в завтрашний день. Дай нам хлеба и новые силы. Знай, что терпим не зря. И мы стерпим 100 крат. Ради наших детей и родимой. Беларусь, моя мать, не должна умирать. Мы гордиться должны этим ее. Живи, Беларусь! И в заключение, ребята, вот кто пришел немного раньше, вы видели, как это происходит? Отбежали, хотели фильм Next посмотреть. В общем-то, если есть какой-то материал, надо как-то реагировать. Как отреагировалось? Сначала, как, я не знаю, БРСМ, вот это вот, по кругу ходили здесь. Потом просто разгромили оборудование.
Как это называется? Это называется организованной группой, хулиганские действия, нанесшие определенный вред. Ну как можно? Я субъективно могу предполагать, что это спланированная милицейская акция. Объективно я видел, что эти люди изначально общались, они сосредотачивались, они отсняли всех. Для чего это делается? Для того, чтобы запугать народ. Я прошу наш народ, поддерживайте друг друга, поддерживайте свою страну, поддерживайте своего избирателя. Тот, кто говорит правду, кто не боится, поддерживайте его. Иначе мы просто потеряем, ну, я не знаю, мы превратимся в страну какого-то безумия, врунов. Вы заметьте. Заметьте, что кто писал, там, не знаю, водопровод, колодец, там, люди плачут, рыдают. Извиняюсь, наверное, регламент. Кто-нибудь ответил? Никто не отметил. Отписки, отписки, отписки. И они ходят на свои концерты, у них свои колонки привозят, а ваши ломают. Я думаю, все понятно. До свидания. Спасибо всем участникам. Працягваюць прамаўляць у мегафон удзельнікі акцыі. Ужо 40 хвілін, нават трошкі больш яна доўжыцца, і ўсё яшчэ не знікаюць тут людзі, а іх робяцца толькі болей, і некалькі сотняў дакладна тут цяпер ёсць. Давайте паслухаем маладога чалавека. Сколько мы вот так вот тут лет собираемся? Вот так. Что-то меняется? Ну, серьезно. Что-то меняется хоть раз? Нет, никак. Мне уже просто смешно. Честно, мне просто смешно. Я вам всем советую зайти в такую группу в Телеграме. «Протесты в мире» называется. И посмотреть, как реально люди меняют ситуацию в стране. Как реально это делается. А не как это делается здесь. Сколько лет? Сколько? В 2010-м была попытка. Прекрасная попытка была. Но не удалось. Посадили Статкевича. Много кого посадили тогда. Но это почти. И все запуганы. Мы все запуганные стоим здесь. Да, сюда прийти, это вот, казалось бы... Не все запуганы, не все. Сейчас вот вам кажется, что это смелость прийти сюда. Это не смелость. Смелость это чуть больше. Я вижу это чуть по-другому. Прямо сейчас у меня мать лежит в онкологической клинике и умирает. Ей не могут предоставить медицинскую помощь, потому что там наверху всем плевать. И мы будем дальше вот это терпеть. И улыбаться. И улыбаться будем. И в ладоши хлопать. И вот я просто не знаю, вы реально что-то хотя бы попробуйте сделать, а не просто говорить. Говори. Ты же говоришь, говоришь. А можно? Еще один участник. Беларусь, привет! Меня зовут Красочка Денис. Есть ли у нас выборы? Нет. Хотим ли мы выборы честные? Да. А как нам это сделать, ребята? Вот первый вопрос. Как сделать так, чтобы были честные выборы? Смотрите. За выборами каждый год наблюдают. Наблюдают немногие организации. Я лично участвовал в 3 кампаниях по наблюдению. На прошлых выборах поймал за руку 2 компании карусельщиков, одну завез в ментовку, которую потом выпустили. Какая самая большая проблема у людей, которые наблюдают за выборами? Их мало. Они не могут доказать, что есть фальсификации. Они непрерывно сидят на участке по 24 часа и ничего не могут доказать поэтому. Нужно больше людей. Ребята, помогайте. Солидарность, здесь уже говорили об этом. Это несложно. Вы можете прийти, потратить там 2 часа своего времени в основной день голосования и посмотреть как минимум, как это происходит. Вы выйдете другими людьми, вы увидите это. Вы можете показать своим друзьям, запустить стрим и так далее. Это не проблема. Записывайтесь в организации, этим занимается «Весна», этим занимается «Право выбора». Записывайтесь в эти организации, помогайте наблюдателям. Проявите солидарность, вместе мы сможем хоть как-то показать всем, что у нас нет выборов и что мы можем реально защитить наш голос. Спасибо всем! Живи Беларусь! Можно? Ребята, вот парень, кстати, выступал, он правильный же вопрос задал. Действительно, мы все приходим, улыбаемся, и ничего не происходит. А мы же внутри чувствуем, да, что что-то не так. Понимаем
занимаемся, знаем это. Ребят, немножко места дайте. И самое, знаете, что я боюсь сейчас? Шага назад, пожалуйста. Все два шага. Сейчас я боюсь, что когда придет время, Еще. то окажется, что страна превратилась в разбитое корыто. Так надо. Люди, Ребята, пожалуйста. Еще немножко назад. Немножко сдайте назад, пожалуйста. У нас есть еще один выступающий. Пожалуйста, сдайте немножко назад. Попросілі ўсіх адысці, каб было месца для наступных выступоўцаў. Цяпер вось глядзіце, якая вялікая расцяжка з надпісам «Нехта» з'явілася, і ўсё яшчэ не сціхае гэтае жаданне ў людзей прамаўляць. Ўсё спікеры устаюць на гэтую лаву і працягваюць свае прамовы ў мегафон. Привет всем. Очень правильно было подмечено, что действительно уже сколько лет собираемся и ближе, что действительно уже много лет собираемся и ничего не меняется, к сожалению. И, к сожалению, у нас пока что не получается поменять ситуацию образом того, чтобы собраться и что-то сделать. Так что вот есть предложение. Давайте начинать что-то менять со своих мест. Если какой-нибудь учитель, вот кто проводит выборы, кто считает голоса обычно там происходит, это обычно делают учителя и, ну да, учителя. Если вы, допустим, учитель и будете на этих выборах считать голоса, пожалуйста, не фальсифицируйте. Если вы видите, что кто-то пытается фальсифицировать, говорите об этом. Если у вас есть какая-то возможность о чем-то сказать, что-то сделать, чтобы победить этот режим, делать это начинайте с мелочей. Потому что все эти мелочи, все эти количественные, просто вот если будет много людей это делать, все вот эти количественные изменения, они перейдут в качественные. И в итоге мы победим. Живи Беларусь! Еще есть выступающий. Привет всем братьям! Меня зовут Дмитрий. И вы знаете, я сейчас вам на цифрах скажу, насколько власти наплевать на нас. Я делал доклад по макроэкономике в университете. Вам известно, как расходуется госбюджет? Я вам сейчас расскажу. На образование 4,5%. Здравоохранение 4,5%. На развитие культуры, спорта, туризма 2,8%. Жители города Бреста, вам интересно, сколько расходуется госбюджетом на охрану окружающей среды? 0,42% госбюджета. Как вы считаете, в стране есть правосудие? Нет. Знаете в цифрах, сколько расходуется? 11%. Сколько мы будем это терпеть? Давайте вместе не допустим снова эту лысую резину к власти, пожалуйста. Ребята, а сейчас поприветствуем, Степан Нехта записал обращение. Сейчас мы услышим. Кто не помнит, почему мы здесь собрались? Благодаря, а может быть вопреки. Но у нас есть повод, это фильм, на который мы ждем ответ от властей. Мы ждем ответ от властей на многие фильмы, на многие обращения, но их нет. Ребята, буквально немножко, нам приходится все это дело с колен делать. Они говорили, что я не приду. Как видите, сегодня я с вами. Прежде всего для того, чтобы сказать вам всем огромнейшее спасибо. Сегодня вы показали, что существуете не только в интернете, что вы реальные люди, которые не согласны с тем, что происходит, и с которыми должны считаться. Важно, что вы не боитесь говорить об этом открыто. И правильно, ведь за нами правда. А бояться должны всего те, за кем ложь. Бояться и уважать несогласных. Это только начало, впереди тяжелая и кропотливая работа, но важно, что мы уже на правильном пути, что вы знаете, чего хотите, знаете, что дальше. И сегодня, надеюсь, примете первые совместные решения. Спасибо за ваши идеи, мысли, комментарии. Их слышим не только мы, блогеры, но и те, кто сейчас именует себя официальными властями, кто минусует ваши комменты. Помните об этом. Помните и впредь не оставайтесь пассивными и равнодушными. Настало время брать ответственность за будущее страны в свои руки. Сегодня вы
вы предлагаете свои идеи. Моя же идея простая: начинать с себя, включаться в любую активную работу, будь то фиксировать беспределы на рабочем месте, добиваться соблюдения своих простых законных прав, рассказывать о том, что происходит на самом деле в стране, своим знакомым, друзьям, делиться видео бабушками, дедушками, собакам, кошкам показывать. И неважно, кто вы, студент, рабочий, спортсмен, чиновник, неважно, на какой мове вы размовляете. Важно, что мы усе рады. Мы, белорусы, и як спевал Левон Вольский, нас миллионы, нас до холеры. Так остаемся же на связи, остаемся все вместе. Живе Беларусь! Вось толькі што прагучаў зварот Сцяпана Святлова. Ён запісаў зварот, яго паказалі на вялікай расцяжцы з надпісам «Нехта». Ну і цяпер вы самі чуеце, што людзі скандуюць. Ребята, следующее слово Жене. Давайте всех поблагодарю, что вы пришли. Хочется, конечно, чтобы у нас сейчас произошла, по крайней мере, революция в голове. Чтобы вы перестали жаловаться, рассказывать о проблемах, а начали уже предлагать решение проблем. Каждый с себя начать должен предлагать решения. Всех не посадят! Ребята, каждый начинает с себя. Поверьте, по закону вам должны гораздо больше, чем вы получаете. Поэтому начните с того, что требовать начните со всех чиновников, что положено. Тротуары, дорожки. И вплоть до выборов. Если положены выборы, так чтобы они были в стране, а не была бы имитация действия какого-то. Понимаете или нет? Благодарю всех, кто набрался смелости и пришел сюда. Ребята, мне внутри кажется, вот здесь внутри, что вот немножко осталось времени, и то количество информации, которое выдают блогеры через интернет, оно уже переваливает белорусское телевидение, радио, и уже скоро невозможно будет считать нас людьми-невидимками, что нас нету. Поэтому давайте перейдем от фазы критики к фазе предложений. Что мы будем делать дальше? Кто придет дальше? И как мы будем дальше строить страну нашу? Давайте предлагать везде, в комментариях, в обращениях, в прямых эфирах. Благодарю вас, что вы пришли. Благодарю за смелость. Спасибо. Друзья, меня зовут Евгений Афнагель. Я бы от себя еще хотел поблагодарить Степана за классный фильм, поблагодарить вас всех, несколько тысяч человек, которые сейчас, мне отсюда это видно, собрались на этой площади. Поблагодарить вас за то, что вы поддержали, посмотрели. И я надеюсь, что мы за ближайшее время, вы знаете, что фильм посмотрели 2 миллиона белорусов. Никогда в истории Беларуси столько за такое количество времени людей документальный фильм не смотрели. Это рекорд. И я предлагаю от имени гражданской компании «Европейская Беларусь», которую я представляю, собраться ровненько через неделю, в пятницу, 15 числа, на Октябрьской площади Минска. А за это время сделать так, чтобы фильм посмотрели половина населения Беларуси, это в наших силах. И чтобы на площади 15 ноября было не пару тысяч человек, а намного больше. И я знаю, что все мы вместе это можем сделать. И я знаю, что ни властям, которые боятся нашего слова, ни милиции не удастся нас остановить. Они думали, что не будет колонок здесь. Колонка здесь есть. Они думали, что мы не покажем выступление Степана. Выступление Степана вы все видели. И я знаю, что на Октябрьской площади мы должны собраться, несмотря на любые противодействия властей. И я знаю, что мы там соберемся. До встречи! До встречи, Минск! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь!
скончили промовляць спікеры, і мы хочам звярнуцца да юных удзельнікаў сённяшняй акцыі. Скажыце, калі ласка, як вас зовут? Меня зовут Вова. Скажите, ці вы раней удзельнічалі ў нейкіх палітычных акцыях Да, вулічных? мы участвовали в одиночном пикете Натальи Ивановны. Я уже не вспомню. 107-й избирательный округ. Мы помогали ей. А як ваші бацькі ставяцца да вашай актыўнасці? Скорее поддерживают, но боятся за нас. За меня лично. Не выходять з вами разом? Не выходять з вами разом, не выходять? Да. Тоже боятся, понятное дело. Но я устал бояться, просто мне надоело бояться. Время менять сознание, не знаю. Пора меняться. Колькі вам гадоў? Мне 16. Дякую вялікі. Вам дякую. Давайте яшчэ паговорим. Я вижу у вас... Так, слухаю вас. Хочу вам пожать руки за то, что вы держите этот микрофон. Я уже по-белорусски плохо, Олеж. Дякую вялікі. Нам падзякував один з наших глядачоў. Нужно читать вашу прессу. Вашу, белсатовскую. Дякую вялікі, дякую. Тут такая хаотычная цяпер сітуацыя, таму што хтосьці ўжо сыходзіць, хтосьці працягвае камунікаваць на месцы, хтосьці падыходзіць і дзякуе нам, а хтосьці яшчэ працягвае прамаўляць. Прабачце? Так. Мы вядзем жывы эфір. Вы хацелі сказаць нешта яшчэ, так? Не треба, когда сказать. Я понял. Здравствуйте, меня зовут Саратокин Михаил. Вы выступали уже, по-моему, так? Вот сегодня по Next был инцидент. Мне бы просто хотелось бы, чтобы вы не были молчаливыми. И произошла такая ситуация, что, в общем-то, субъективно сотрудники правоохранительных органов организованной группой совершили противоправное действие. Мы снимали это, мы все показали. Вы, пожалуйста, пускай добьются того, чтобы они официально ответили, кто дал приказ, почему не разбили Белой Руси, БРСМ, почему не трогали, почему именно. Вот это вот заденьте и очень именно, чтобы добились ответа официального. Дякую. Благодарю вас. Говорить нет администрации, говорить нет тем, кто заставляет их ходить куда-то на рабство. Не бояться. На рабство. Час от часу по-белорусски. Я по-белорусски? Час от часу. Да, час от часу Да, по-белорусски. к сожалению, мы говорим на русском, но нас с детства приучили к этому. Но Да. мы будем стараться переходить на белорусский. Это будет справедливо. І ми вже починаємо говорити. Ми вже популяризуємо нашу родну мову, яка є народна зброя. І ми за Білорусь. Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Добрый вечер. Як вас зовут? Алексей. Алексей, скажите, калі ласка, якое ваше ўражанне ад акцыі сённяшняй? Што вы новае для сябе, магчыма, пабачылі? Якія высновы зрабілі? Ну, па-першае, сёння я ўбачыў, што вельмі много людзей сабралося тут, таму што, ну, здаецца, гэта якоесьці дасцяжэнне для беларускага народа, таму што людзі ўсе баяцца. Баяцца произволу власцей, які адбываецца тут. Скажите, а вось ваших ровеснікаў, моладзі, вам гадоў 16, так? Не, я старэйшы. А, старэйшы, колькі? 17. Так, 17. Добра, вось ваши ровеснікі, што яны думаюць пра вулічную такую актыўнасць, пра тое, каб выходзіць на вуліцу, менавіта ўдзельнічаць вось у такіх мерапрыемствах, як сёння? Якія настроі пануюць? Я лічу то, што мае аднагрупнікі, з якімі я вучуся, вельмі, ну, яны не ўдзельнічаюць у жыцці Беларусі, яны проціў, скажем так, у вулічных акцый. Вось. А яшчэ я хацеў бы сказаць то, што сегодня в Беларуси происходит много произвола среди государственных властей, государственных организаций, то есть много произвола происходит. Дякую за коментар, не хвилюйтеся, все добре, дякую велике. Выступаюць актывісты моладзевага блоку, то бок яшчэ не сціхаюць тут прамовы, і ўсё знаходзяцца людзі, якія хочуць выказаць сваё меркаванне, і цяпер вось прамаўляе актывіст моладзевага блоку. Разве это правильно? Нет. Нас слышат? Скажите, молодежь, нас слышат? Нет! А нужно, чтобы нас слышали. Подписывайтесь на молодежный блог. Мы вместе делаем крутые акции. Мы проводили конопляные деды, если вы видели. Мы недавно брили меня возле Дана-Мола. Ребята, вы присоединяйтесь. У нас пока достаточно много подписчиков, но нужно, чтобы каждый молодой белорус
знал про это движение, чтобы каждый молодой белорус просовывал в наш парламент молодежь, чтобы нас услышали. Живе Беларусь! Актывіст моладзевага блоку распавёў пра кампанію «Учоба важнее». Гэта кампанія, у межах якой выступаюць супраць прымусовага прызыву ў войска, супраць вось гэтай тэрміновай службы у войску не па жаданні. Сайт молодь.бел, ребята, молодь.бел. Спасибо. Добрый день. Можно с вами поговорить, калі ласка? Да, давайте с вами. Добре. Мы телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чему сегодня вы пришли сюда? Потому что стране нужны изменения. Какие перемены потребные? Мы пришли сюда узнать об этом. А ранее вы выходили на улицу? Ну, не так активно. Але удзельнічалі ў нейкіх акцыях? Было дело. А что думают ваши ровесники, ваши сябры? Мои ровесники потеряли надежду и уезжают из страны, поэтому я борюсь за то, чтобы мы все вместе жили в процветающей Беларуси. Вы не хотели бы здесь жить? Я бы хотел здесь жить, поэтому я и выхожу на улицу. Дякую велике. Як вас зовут? Илья. Дякую, дякую велике. Тут сапраўды вельмі людна, некалькі сотняў чалавек дакладна тут ёсць, і яшчэ працягваюцца прамовы, а мы тым часам давайте паспрабуем паказаць, колькі тут чалавек. Дакладнай лічбы назваць складана, але гэта дакладна больш за 200 удзельнікаў, і вось тое, што тыя звесткі, якія падаюць СМІ, гэта так, больш за 200 удзельнікаў тут знаходзяцца. Не глядим на полдень. У России несколько месяцев тому прошли выборы, где Навальный и его І давайте пагутарым яшчэ з наведнікамі сённяшняй акцыі, з удзельнікамі сённяшняй акцыі. Добрый вечер, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму сёння вы пришли сюды? Як вас зовут? Андрей. Андрей, скажите, калі ласка, чаму пришли? Хочется уже свободы. Хочется свободы. У нас есть государство, есть жизнь. Осталось все это соединить вместе, чтобы все начали жить, а не выживать. Мы за государство, но государство для людей, для народа, для нас. А покуле, но не для народа. Что конкретно вас не задовольняет? Не задовольняет много что. Например, то, что школы, детские садки у нас, ну, как будто бы... Можно на русском? Можно. Можно, спасибо. То, что у нас детские сады, у нас школы, как будто бы оплачиваются из наших налогов. Но вторым, скажем так, податком мы оплачиваем со своего кармана. И в каждом саду, в каждой школе, куда мы не пришли, нас везде просят, настоятельно просят помочь школе, помочь саду. То же самое у нас происходит и в медицине. Мне кажется, что этому уже пора сказать «хватит». Скажите, а ранее вы удзельнічалі ў нейкіх акцыях палітычных? Нет. Нет. Но уже пора вставать с диванов, пора. Чем больше нас, тем больше нас боятся. Дякую вялікае. Вось такія меркаванні выказваюць сённяшнія наведнікі акцыі сённяшнія. Добрый вечер, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, не хочаце размаўляць? Добра, тады вы скажыце, як ваши ўражанні ад сённяшняй акцыі? Все классно. Я увогуле зараз іду, напэўна, тому што тут просто былі курсы падрыхтоўкі да ЦТ. Просто чуў, што тут гэта будзе зараз мерапрыемства, тому зайшоў просто буквально, літаральна на 5 хвілін і зараз пайду уже, но насамрэч я думаў, што будзе больш людзей, але што есть, то есть. А вось я і пайшоў. Дякую вялікі, дякую. Добрый вечер, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, як ваши ўражанні ад сённяшняга сходу подписчиков нехты? Ну, хорошо, что все собрались, хорошо, что начали что-то писать, потому что это очень правильный вопрос, что делать, потому что, правда, что говорят только о проблемах, а как их решать, никто не говорит. И поэтому, да, это очень хорошо, что люди начали собираться и думать о том, как решать именно эти проблемы.
Сколькі вам гадоў? 16. А вы звычайна мы не гутарым без дазволу бацькоў з непаўнагадовымі, але сёння такая сітуацыя здарылася, што вельмі шмат моладзі і вельмі шмат вашых равеснікаў прыйшлі сюды самі. А што думаюць вашыя бацькі пра ваш удзел у такім мерапрыемстве? Я думаю, что они немного с этого волнуются, но в целом я не думаю, что они против. Настроі ў іх прыкладна такія ж, як у вас, альбо узнікаюць спрэчкі дома? Ну, бывают некоторые споры, но в целом приблизительно такой, как и у меня. А ваши ровесники, я бачу, что вы с сябрами пришли, ці шмат вас падтрымлівае? На самом деле, вот среди моих ровесников, к сожалению, не так много людей. Но что я могу сказать, то что есть люди, которые после вот именно просмотра фильма «От некты», которые до этого вроде бы не интересовались, они сказали, что все, что они пойдут там на митинги, что их это очень сильно впечатлило, что они не знали, что такое вообще может происходить, что такое у нас происходит. А вы ведали ранее про гэтыя факты, агучаныя ў фільме «Нехта»? Я достаточно давно в этой теме, поэтому часть фактов я знал, но часть фактов я узнал уже из фильма. Что было новым? Ну, вот это про то, что Лукашенко ходит смотреть, как стреляют людей. Вот это было новым. Еще пару вещей, не помню точно все, что я там напомню, но половину где-то я знал, половина где-то была новым. І захацелася вам даведацца яшчэ больш, што як вы плануеце як бы свае веды паглыбляць, можа пачытаць нешта захацелі пасля гэтага, альбо вось як бы паглядзелі і вот на гэтым спыніліся? Хотелось бы больше узнать, потому что, ну, если в стране происходят такие, ну, в любой нормальной стране, то есть, что там было еще в России, Навальный рассказывал о том, что один там какой-то там госслужащий или мэр, там, я не помню, в какой-то европейской стране, он тоже вот домик для удочки сделал на государственные деньги. Сразу начались, там, как только об этом узнали, какие-то акции, все, сразу его убрали, все. Почему-то у нас так происходит, что происходит беспредел, и ничего не меняется, и беспредел, о котором мы знаем, но это лишь, наверное, меньшая часть того, что реально происходит. Поэтому хотелось бы больше узнать действительно, что еще происходит. Может быть, если об этом будут говорить, об этом будут узнавать люди, то у большего количества людей захочется что-то поменять, они даже придут, они попытаются что-то изменить. Забыла запытать ваше имя. Женя. Дякую, Женя, за коментар. І вось Євгенов Нагель до нас падышоў і сказаў, што гатовы цяпер распавесці. Добра, скажыце, калі ласка, вось вы заклікалі на акцыю 15 лістапада, так, сказалі, каб людзі прыходзілі на Кастрычніцкую плошчу. Гэта будзе, я так разумею, акцыя не санкцыянаваная ўладамі? Мы паглядзім, я яшчэ раз хацеў паўтарыць, што мы заклікалі людзей прыходзіць на Кастрычніцкую плошчу 15 лістапада о 18 гадзіне. Гэта будзе акцыя пратэста супраць таго бязмежжа, якое адбывалася і тут на плошчы, на пачатку якога вы бачылі. Гэта будзе акцыя пратэста супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць скрадання выбараў, якое зараз адбываецца. Гэта будзе акцыя за свабодныя, справядлівыя выбары. Это будзе акцыя за адстаўку Лукашэнкі, за адстаўку Ермошынай. Это будзе акцыя за свабоду Беларусі. То бок, гэта ўжо будзе не ў межах пікету кагосьці з кандыдатаў, бо вядома, што сённяшняя акцыя напланавалася як частка пікету кагосьці з кандыдатаў у межах кампаніі, а гэта будзе ўжо асобна. Чаму? У нас застаюцца кандыдаты. Яны могуць падаваць паведамленні пра пікеты. Мы можам спакойна сустракацца ў цэнтры горада, і мы наступны тыдзень працягнем нашыя пікеты. Так што нічога не скончылася, все толькі пачынаецца. Еўрапейскі Беларусі пікеты ў сэнсе? Так, само собой. Добра, дзякуй вялікі, спадар Євген. Добра, і Максим Вінярскі, я бачу, што у вас ёсць такі цікавы бейджик, што дальше, гэта вось пад такім хэштэгам інфармацыя пра акцыю пашыралася. Скажыце, калі ласка, гэта вы самі раздрукавалі? Усе гэтыя сцягі з лагатыпамі «Нехта», вось гэтыя бейджики, адкуль гэта ўзялося? Ну, ведаеце, кожны з нас у стане сам зарганізавацца, вырашыць, што яму трэба рабіць і знайсці свой шлях, каб падтрымаць тое, што он лічыць патрэбным. Так, гэта хэштэг на мне зараз, гэта моя падтрымка пытанняў, якія Некста узняў у сваім фільме. Я ведаю, што гэтыя пытанні хвалююць людзей у нашай краіне. Я ведаю, што яны хвалююць мяне даволі даўна, хтосьці, можа, недаўна даведаўся, але справа ў тым, што мы сапраўды нешта з гэтым павінны рабіць. Бо калі гэта не будзем рабіць мы, будуць рабіць іншыя за нас. Ну, я лічу, што рабіць гэта трэба. Я лічу, што наша выйсце ў адстаўцы Александра Лукашенка і ў том, каб ён адказаў за ўсе свае злачынствы. Ну, гэта маё асабістае меркаванне, я яго выказваю.
Дякую вялікі. Максим Вінярскі, актывіст, распавёў нам трошкі пра свой удзел у акцыі пад хэштэгам «Што дальше?». Да такога менавіта пад такім хэштэгам і пачаў інфармацыю распаўсюджваць нехта пра сённяшнюю акцыю, а мы хочам паглядзець, што адбываецца па ўсім перыметры гэтай пляцоўцы. Моладзь яшчэ не сыходзіць каля вось гэтага імправізаванай такой пляцовачкі, трыбункі. Яшчэ дагэтуль, вы бачыце, застаецца такі натоўп. Ужо трошкі менш людзей, частка сышла, але яны працягваюць тут быць. І мы бачым такіх цікавых маладзёнаў, якія таксама прыйшлі сюды. Добрый вечер, телеканал Белсат. Давайте поговорим с вами. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму сёння вы прыйшлі сюды? Проездом. Але вы даведаліся пра акцыю нехта, правильно? Да. Мы приехали потусоваться на рейв. На рейв? На рейв. Да. На рейв. Цудоўна. У сэнсе на гэты. Да. Дзякую. Дзякую. Добра, скажыце, калі ласка, вось чаго не хапае моладзі вашага ўзросту ў Беларусі сёння? Усяго хапае, мабуть. Усяго? Усяго хапае абсалютна? А вы что-то имеете еще в виду? Ну тут просто акция отбывается, магчыма, вы не ведаеце палітычная. Вы... Да, просто, все равно как-то, не ведаю, як ответить на этот вопрос. Не сфармулявалі. Добра, такое бывае часам, нічога страшнага. Дзякую вялікі. Ось зараз хотел бы, ось у меня есть такая думка. Есть Александр Григорьевич Лукашенко. Вось і ёсць і гісторыя. І у гэтай гісторыі мы маем шмат прыкладаў, калі існаваў 10 дыктатар. Вось і дыктатара вельмі трудна якім-небудзь образом как будет победить? Перамагчы з дапамогай сілы. Вось такой сілы. Оружие кожнага дыктатара гэта даць адчуваць себя чалавека адзінокім, быццам бы ён адзін. Гэта оружие, сапраўднае оружие дыктатара. Калі ты чувствуеш, вось калі б мы адчувалі, што калі б кожны беларус не адчуваў, што ён адзін, нас бы тут было бы больш. Но кожны чувствуе, што ён вось адзін, вось такі, і ён баіцца, таму што дыктатар і міліцыя можуць яго там дун-дун-дун. Вось, што мы можам рабіць для того, чтобы мы адчувалі себя адзіным народам? Для гэтага можна рабіць вось такія штукі. Искусство, арт. Як будзе искусство, нагадайце? Мастацтва, дзякую, прабачце. Вось, мастацтва. Мастацтва на улицах. Чаму у нас графіці зарисоўваюць? Не таму, што гэта не красиво. Графіці гэта красиво, гэта прыгожа. У нас замалёўваюць графіці таму, што гэта самовыражэнне. Як гэта будзе, калі ласка? Самовыражэнне, так. Самовыражэнне. Вось калі мы будзем што-то ўсё не замалююць, калі мы будзем маляваць патрошкі кожны, тады мы будзем інтэгрировать наш разум, наше сознание, сотворять эгрэгор. Дзякую вялікі, вельмі цікавы каментар про те, што мастацтва сапраўды пашырае межы свабоды, правда? Без радикалізму я вось прапаную вось без гэтага. Але я жадаю, Лукашенко сам сказал, народ можа збірацца і ён можа казаць. І я кажу, і я лічу, што гэта маё права. Вось я нічога такога. Так, дзякую, мы зразумелі. Дзякую вялікі за ваш каментар. І вельмі цікавая тут моладзь, сапраўды вельмі шмат яе, і даволі нечаста даводзіцца бачыць столькі новых твараў. Тым часам мы бачым, што яшчэ адзін застаўся стэнд з нехтай, папярэдні зламалі супрацоўнікі міліцыі, а гэта яшчэ спрабуюць неяк забраць сабе. Тым часам я прапаную нам вярнуцца на тую пляцовачку, дзе прамаўлялі спікеры, і паглядзець, што адбываецца там, таму што людзі яшчэ не разыходзяцца. Я нагадаю, што больш за 200 паводле нашых прыкладных падлікаў было на гэтай акцыі, і яшчэ дакладна каля 100 чалавек застаюцца на пляцовачцы. Давайте паглядзім, падыдзем бліжэй, паглядзім, што ж тут адбываецца. Поэтому я думаю, что нам нужно, когда мы хотим объединиться и поменять что-то в нашей стране, в первую очередь задуматься о том, чтобы мы понимали все друг друга. Не все могут понимать, когда мы будем говорить на белорусском. Это очень классно, когда мы хотим сделать так, чтобы все
понимали друг друга. Поэтому, пожалуйста. Я понимаю. Да. И по поводу армии. Круто, белорусский да. непонятный. Нет, белорусский понятно. Ладно. А по поводу вот ребята, то, что вы сказали про армию, вообще четко, потому что я не хочу как-то перелазить через заборы, границы. Мне 15, да? А? Да, мне 15 лет. Я только что вот домой сейчас пойду к маме. Вот. Чипсы есть. Да. Поэтому, ну, 15 плюс 5, будем так говорить. Нормально. Вот. Поэтому я призываю вас собираться на таких вот мероприятиях и общаться так, чтобы все люди, которые не только здесь находятся, которые смотрят вас по трансляциям, те же самые люди, которые вот посмотрели этот фильм, они, эти 2 миллиона, они не только белорусы, это те же самые русские люди, украинцы, поляки, они все это видят, и они тоже одобряют все это, поэтому давайте как-нибудь делать так, чтобы всем все было. Спасибо. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Смелее! Закликають людзі працягваць прамовы, працягваць выходзіць на гэтую імправізаваную сцэну, і мы паглядзім, хто яшчэ хоча выказацца. Дякую. Добрый вечер, сябры белорусы. Вот ведаеце, парень казаў, што ніхто не будзе разумець, калі я буду размаўляць па-беларуску з людзьмі, якія размаўляюць па-расійскі. Але у маёй сям'і я размаўляю па беларускай мове, і меня усе добра разумеюць, хаця усе размаўляюць па-рускі. І што я хацеў казаць? Калі я быў маленькі, я вельмі добра. Мне вельмі моцна спадабаўся наш прэзідэнт. Ён такой добры, ён так весела жартуе. Ён не наш. Ён так весела жартуюць. Але я дарос. І я бачу на нашага прэзідэнта. І калі ў меня за гэты час змяніліся погляды, я бачу на яго, а ён працягае жартаваць. І хадзіць па кароўнікам, да. Вам спадабаецца такі прэзідэнт? Гэты прэзідэнт! Импичмент. Назад в колгас! Вельмі добра гэта слыхаць. Дзякую вам усім, хто прыйшоў А як тебе кличуть нагадай? Назар. Цудоўна. Дякую, браво! Кандидат в депутаты. Всем привет! Меня зовут Евгений Кандидат. Крылов. Браво! Женя! 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 Яухен! Спасибо, я иду тоже в команде молодежного блока. Я самый молодой кандидат в этой в Республике Беларусь. Браво! Тебе 18? Нет, мне 21 исполнилось в июле. Я еще в школьные годы решил, что я хочу заниматься политикой, потому что мне не нравится, как наша страна экономически развивается. Мне не нравится, что цель нашего государства – пожать последнюю руку предпринимателю. И поэтому я пошел вот на экономиста, и сейчас я баллотируюсь. И... Яухен президент! Да, заходите на наш сайт. У нас есть 3 конкретные проблемы, которые мы уже написали, законопроекты. Но они написаны на нашем сайте. Там есть все обоснования. Статья 328, распределение и закон об отсрочках, который приняли летом. Вот. Что за сайт? Молодь.бел. Русскими кириллицей написано. Молодь! А как твоя фамилия? Евгений Крылов, 105-й Старовиленский округ. Это официальный его пикет. Да, я Тым часам я нагадаю нашим глядачам, што гэта пікет, акцыя блогераў на плошчы Свабоды, і тут каля 450 чалавек, паводле дадзеных надзіральнікаў, 450 чалавек сабраліся на плошчы Свабоды. Вось праваабарончы цэнтр «Вясна», «Контрол-бай» даюць такую лічбу 450. Давайте працягнем яшчэ трошкі слухаць гэтых маладзёнаў, таму што сапраўды ўпершыню у апошнія часы вось у Беларусі такі выступ моладзі. Таму давайте паслухаем яшчэ. Як ви самі бачите,
я сёння выступаю перед вами на беларускай мове. Але там не менш. Одни доказывают, что усе патрэбны перайсці на беларускую мову и покупать там продукты только с белорусскими этикетками. Другие кажут, что мы повинны там перайсці усе на русскую мову и забыться про нашу мову. Давайте просто не потерять наше громадство на беларускамоўных и на рускамоўных. Давайте не казать, что вось там мы живем вось так, як мы зараз живем, толькі дзякуючы нейкім ватнікам, а вось мы такія ўсе малайцы. Давайте не падзяляць наше грамадства. Ва ўсяго грамадства адна і тая ж мэта. Але што я прапановую зрабіць? Я ведаю, сярод вас вельмі шмат членаў БРСМ. Вот шчыра, падыміце рукі, хтось у БРСМ. Шчыра, у гэтым нічога такога няма. Як няма? Что значит няма? Да потому что всех туда насильно загоняют еще школьные годы. Я ведаю, што ёсць шмат членаў БРСМ, якія трапілі ў гэтую моладзевую арганізацыю і нават не ведаюць пра гэта. Магчыма, сярод вас хтосьці пра гэта не ведае, і ну ўсё роўна стаіць у БРСМ. Што я прапаную? Калі аб гэтым вы даведаліся, то заўтра ж ідзіце і паспрабуйце знайсці чалавека, якому вы зможаце напісаць заяву на выхад. Гэта не складана, сапраўды. Ёсць яшчэ шмат месцаў, дзе вы можете выразіць сваю думку і за гэта не атрымаць дубінкай, не быць выключаны з універсітэту. Калі вас будуць заганяць на датэрміновае галасаванне, вы ведаеце, што рабіць, не ідзіце. Пачніце барацьбу сабе, пачніце барацьбу з мелкіх жыццёвых момантаў, і тады ўсё наше грамадства, якое будзе ісці за адной мэтай, зможа змяніць нашу Беларусь. І я хачу, каб я у сваёй жыцці яшчэ пабачыў другога прэзідэнта, і каб у маёй жыцці я яшчэ убачыў сапраўды незалежную, вольную і моцную Беларусь. Жыве Беларусь! Скамейка для разговора. А дедовщины? О, молодежный блок. Я, как другие люди, не могу говорить хорошо на белорусском языке, но я хочу понять больше тематику, как, допустим, белорусские новости. Почему они поднимают такие новости, как сбор урожая, они трогают белорусские проблемы, настоящие белорусские проблемы. Пожалуйста. Вот, и для меня это возникает большой вопрос. У нас куча людей, которые живут в бедности полнейшей, и это не показывают. Почему все время трек сбор урожая и все всякая ерунда. То есть я сам поднимал проблематику на YouTube, выкладывал канал свой, пытался разоблачение различных мошенников, еще каких-то других людей. А один ответ в итоге мне был какой, то что это неинтересно правительству. Иван, меня зовут Иван. Еще поднимал дальше проблематику мошенников различных, и это никому не интересно. Мне еще интересный вопрос, почему у нас все время один и тот же был президент. Это же как-то бредово, то есть. Он главный мошенник. Ну это да, Снимай это про него. Это тоже интересно, я думаю. И заметьте, почему скоро Новый год, и у нас каждый Новый год считается этот Новый год был ужасный для нас. Типа каждый год был для нас плохой год. Когда у нас будет год, хороший год, то есть для нас, для людей обычных. Следующий, да. Я вам говорю слово, то, что следующий опять же будет год, опять же плохой для нас. Без президента, да. К сожалению, такого не будет быть, и я просто хочу сказать, чтобы новости наши поднимали реальные проблемы. Они боялись высказывать слово. Я не знаю, что может произойти с этими людьми, с нами всеми, то, что мы сейчас говорим свободно. Думаю, что может для нас выскочить боком, но я хочу, чтобы Беларусь была свободной, чтобы мы могли говорить спокойно, чтобы когда мы хлопали, нас не могли забрать полицейские, чтобы мы могли спокойно гулять где-то и чтобы нас не забрали никуда, чтобы свободное слово было в Беларуси, и я хочу сказать, живей Беларусь! Всем спасибо! Вось такія яскравыя прамовы моладзі гучаць тут на плошчы Свабоды. Тым часам мы вам пакажам, што адбываецца на тым баку ратушы. Як я ўжо сказала, каля 450 чалавек прыйшлі сёння на гэтую акцыю, анансаваную нехта. Можна сказаць, што гэта першы такі вось выступ моладзі, якім літаральна па 15, 16, 17 гадоў. За апошнія часы гэта першы такі выступ. Давайце цяпер перайдзем на адваротны бок ратушы і пакажам, ці разышліся ўжо там удзельнікі акцыі супрацьлеглай БРСМ. Тады не захацелі з намі пагаварыць маладыя людзі, а цяпер паспрабуем з імі ўсё ж
пагутарыць і запытаць, што гэта было на пачатку. Пакуль мы ідзем, я распавяду трошкі пра тое, як адбывалася гэтая акцыя. У прынцыпе, ніякіх інцыдэнтаў не было, акрамя аднаго, калі Андрэй Шарэнда паспрабаваў замацаваць гукаўзмацняльную апаратуру на трактары, і тады супрацоўнікі ў цывільным паспрабавалі яго затрымаць, але потым адпусцілі. Такім чынам проста адбылася невялікая штурханіна, і на гэтым усё скончылася. Моладзь бесперашкодна пакуль што працягвае выступаць. А паглядзіце, калі ласка, на проста нястомны БРСМ. Абсалютна нястомны. Яны працягваюць танчыць абсалютна гэтак жа, як танчылі 1,5 гадзіны таму, калі мы падыходзілі да іх са спробай пагаварыць. Прывітанне! Телеканал Белсат. Мы хотели запытать, а чего вы сюда пришли, вот до этих ребят с БРСМ? Я пришел в основном туда, в ту сторону, там, где был нефть. Потому что было интересно, что скажут люди, какие идеи будут подавать насчет изменений будущей страны. Вам цікаво стало, так? Добре. Телеканал Белсат. Привітання, телеканал Белсат. Мы с вами уже говорили. Добре, что вы думаете про эту вечеринку БРСМовскую, яка тут відбувається? Цирк. Ганьба. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добрый день. Добрый вечер, докладнее. Скажите, вы с БРСМ ці ні? Добре, то розповідіть нам, калі ласка, чому така нестомна вечеринка відбувається? Чому вас протягують танчить гэтыя молодые люди тут? Потому что мы поддерживаем нашего кандидата Сергея Михайловича Клишевича. Мы активисты Минской городской организации. Действительно, вот хотим поддержать нашего человека, которому верим, которому доверяем, с которым работаем. Ну, поэтому у нас действительно такая веселая атмосфера. А пригадайте, калі ласка, калі апошнім разам быў такі ж актыўны і такі вось масавы пікет БРСМ у центре города? У нас проходится в разных частях города Минска подобные молодежные пикеты, посвященные как выборам и посвященные поддержке наших кандидатов. То, что он проходит сегодня здесь, лишнее доказательство того, что молодежь хочет поддерживать своих. Вы хотите сказать, что это никаким чином не связано с акцией «Нехта», с акцией блогеров? Да, ну вы же видите, мы же здесь, а не там. Але яны сышлі, тому что тут было вельмі гучно. Ну, у нас же свобода выбора, где, как проводить. Наша страна все-таки свободная, поэтому никто никому не мешает. У нас свой пикет, своя поддержка нашего кандидата. То бок ніяких інструкцій прийти, погучней, потанчить вам не поступало? Нет. Вот сейчас вы меня спрашиваете, даже какая-то улыбка на лице. Мы поддерживаем нашего кандидата, потому что мы в него верим. У него есть очень-очень много идей поддержки молодежи, поддержки именно избирателей по его округу. Я думаю, что если народ на выборах придет 17 ноября, сделает свой выбор, он будет правильным. И лишь народу выбирать, как, за кого голосовать. Дякую великий за ваш коментар. Як вас зовут? Вадим Борисюк. Добре, дякую, дякую. Привітання. Привітання. Телеканал Белсат, ведем живую трансляцию. Скажите, калі ласка, что вы думаете по-перше, про сегодняшнюю акцию блогеров? И по-другое, про то, что тут зладил БРСМ. Ну, насчет блогеров. Пацаны, вы видели блогеров здесь? Вот я на данный момент, как бы ради интереса, я смотрю Марата Минского, ну так, редко, и Нехта, вот буквально только недавно смотреть начал. И то там буквально 2 видео, и все. И насчет сегодняшней акции я как бы нейтрально отношусь. Как бы я согласен, чтобы надо что-то менять, но я боюсь, что нас немножко как бы, запрягут. Мы можем
все будущее себе испоганить этим вот, допустим, ну, можем не поступить или еще что-то. Нас просто на учет могут поставить, если мы слишком агрессивно будем себя вести. Поэтому надо как-то... Как шутят, да, в России за белый флаг, а агитация тебя уже, ну, заберут. Это очень грустно на самом деле. Ну вот насчет БРСМа, как бы, тут был такой прикол, что музыка у них стала громче, и оппозиционеры туда пошли. Вот нехто. Але там не только оппозиционеры, там звычайная молодь так само там. Тогда, потому что все-таки некоторые проблемы надо решать. Например, вы знаете вот о законе об одной срочке? Вот мое предложение, чтобы полностью поменять армию. Потому что когда слышишь, что от людей, которые проходили белорусскую армию, что сначала стройбат там месяц, и все оставшееся время вы ничего не делаете, ну там КМБ сначала, потом стройбат, да. Но это такое себе. Я бы с удовольствием прошел бы армию. Вот честное слово, если бы она бы подготовлена к военной подготовке целый год, и я бы прошел бы. Но так как я сейчас был на военкомате и спросил, а если вдруг я с первого курса поеду учиться в другую страну, то я в розыске. Так, дякую великі, що розповіли. Поглядіть тим часом, яка дивна картина. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, коли ласка, что вы думаете про сегодняшнюю акцию? Ну, мы вот поспрашивали людей, они говорят, что пришли добровольно абсолютно и считают, что они правильно делают, поступают. Непонятно на каких основаниях. Им подобається те, що вони роблять, так? Они сказали, что им подобается это все. А як ваше враження від акції «Нехта»? Я считаю, что он молодец, но надо каждому у себя понять в душе, что надо приходить. И мало пришло людей, на самом деле. Было больше миллиона просмотров за 4 дня, и пришло всего лишь 1000, наверное, 2, может, максимум человек. Это 1% из всех. Немножко грустно. Дякую великі. Тим часом ви можете поглядіти, ось сапраўды вельмі цікава тут, калі мы не памыляемся, знаходзіцца і сам кандидат у депутаты. Можно? Добрый день. Вы кандидат у депутаты, так? Да. Назовитеся, коли ласка. Клишевич Сергей. Так, вы, по-моему, первый секретарь БРСМ, коли я не помиляюся. По Менску, да? Альбо... В Минске, города Минска, да. Добре, скажите, коли ласка, гэтая молодь сегодня сюда пришла, на что? Сегодня мы здесь проводим наш агитационный пикет. Мы сегодня имеем на это право, поэтому мы вместе с командой нашей молодежи сегодня здесь. Потому что сегодня здесь наша молодежь, сегодня здесь наши люди. Мы вместе, мы команда, мы победим. Ура! Беларусь! 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 То бок вы хотите сказать, что это не связано с акцией «Нехта»? Конечно нет. Мы проводим пикеты каждую неделю в городе Минске. Каждый день так, да? Каждый день? Не каждый день, периодически, через день мы по городу Минску проводим такие пикеты, агитационные пикеты, пикеты за кандидатов. Союз молодежи проводит пикеты, просто призывая наших граждан прийти сегодня и проголосовать. Когда я завтра приду, я убачу такую же активность тут, да? Ну, возможно, не в этом месте, а да, мы вам можем скинуть наши, значит, контакты, где, не контакты, адреса, где будут завтра проходить такие пикеты, вы можете видеть похожую активность, да. Хотя молодь тут доброходна. А? Хотя молодь Конечно, тут доброходна. поговорите с ними, они вам расскажут, пожалуйста. Добре, дякую. Привет. Привитание. До свидания. Привитание. До свидания. Добрый вечер. Телеканал Белсат. Можно с вами поговорить? Идем. Хотим поговорим. Вы захотели сюда... Ожидание. Размовлять. Я пришла на молодежный пикет поддержать своего кандидата. А вы? Я пришла поддержать нашего кандидата в депутаты. А что вы думаете про молодь, якая собралась на тым боку ратуши? Ну, это сугубо личное мнение каждого, я считаю. Кто-то разделяет поддержку кандидатов, кто-то не поддержку. Я считаю, что это мнение каждого человека, но мы хотим, чтобы все было справедливо и честно. Мы пришли
поддержать нашего кандидата и просто посмотреть, насколько все-таки наш народ добрый и отзывчивый. Поэтому я считаю, что все хорошо. Ясно. Полетели в небо, словно птицы слова, миллионами голосов. Я хочу, чтобы эта песня вдруг запела самую святую любовь. Беларусь сильная, Беларусь красивая, самая моя любимая. 44 миллиона будут давать в этом году на вот эту вот организацию. Они включают очень громко музыку, чтобы заглушить кандидатов. Они не используют финансы в нужное русло. У нас в организации «Молот ПНФ» был бывший участник этой организации. И он рассказывал о том, как распиливаются деньги этой организации. 44 миллиона за танцы на улице. Никакой интеллектуальной повестки. Эти студенты, скорее всего, вместо пар, вместо занятий идут заниматься вот этим вот. Это не общественная организация, это не студенческая организация. Это позор нашей страны. Дякую, дякую велике. Різні міркування ми могли тут почути. Насамрэч, вельмі цікаво було б даведацца, а ці ведаюць тыя, хто прыйшоў падтрымаць вось гэтага кандыдата Клішевіча, сакратара БРСМ, ці ведаюць яны праграму свайго кандыдата. Давайте паспрабуем запытаць у кагосьці аднаго яшчэ. Можно? Можно вас? Можно? Скажите... Можно? Скажите, калі ласка, якая программа вашего кандидата? Программа? В общем, на протяжении нескольких недель мы ходили как инициативная группа по квартирам, собирали подписи, изучали различные проблемы граждан, и из этого уже исходила программа нашего кандидата. Есть очень много проблемных вопросов в районе, это касается и ЖКХ, и проблем озеленения района, различных там площадок. Очень много людей жалуются на то, что мало мест для молодежи в округе и некуда сходить. И вот это все вошло, эти все пункты вошли именно в программу нашего кандидата. Скажите, калі ласка, вы пришли добраахвотна сегодня сюда? Конечно. Магчыма, вам паабяцалі нейкі бонус за гэта, напрыклад, не пайсці на пары? Нет, у нас лично в университете сегодня выходной день, поэтому я в свой выходной день пришла поддержать свою любимую организацию. Скажите, гэта звязана з акцыяй, якая планавалася тут блогера нехта, толькі шчыра? Как бы я слышала об этой акции, действительно, что она здесь будет проходить, но в первую очередь мы пришли на молодежный пикет, потому что здесь поддержать своего кандидата, и вы, как уже, наверное, видели, что здесь был же представлен не только один кандидат, а около 5-6. Ну, маленькая такая установка, быть трошки больше активными сегодня была? Больше активными нет, не было. Мы, в принципе, те ребята, которые здесь собрались, они, в принципе, очень активные, инициативные, участвуют в различных проектах Союза молодежи, вы можете здесь их увидеть. И поэтому у нас нет никогда, чтобы нам сказали, да, будьте, пожалуйста, активными, там, не знаю, танцуйте, пойте. Нам не нужны никакие установки. Мы это делаем, потому что нам это нравится. Ясно. Как вас зовут? Илона Илларионова. Дякую великий за ваш коментар. Ну, вось таким чынам адна з удзельніц сказала, што прыйшла сюды добраахвотна, і насамрэч увесь гэты час, пачынаючы ад 5-й гадзіны і нават раней, яны знаходзіліся тут па ўласным жаданні. Кажуць, прынамсі, вось гэтыя дзяўчыны, якія пракаментавалі нам тое, што адбываецца. Я нагадаю, што тут планавалася акцыя блогераў на гэтым баку ратушы, але музыка стала настолькі гучнай ад пікету БРСМ, што ім давялося сысці на іншы бок. Сюды таксама прыйшла частка тых маладзёнаў, якія бралі ўдзел у акцыі блогераў. Спрабавалі трошкі паспрачацца. Если хочешь жизнь прожить красиво и оставить в этой жизни след, не живи ленив и тоскливо.
жизненно, другого пути нет. И талантливый ты, у тебя есть идеи, у тебя есть мечты. Приходи на шаги, найдешь ты себя, ты надежных друзей. Мы надежда страны, родители. Одна семья, это ты, это я. Прывітанне. Скажите, калі ласка, як ваши ўражанні ад акцыі блогераў сённяшняй? Прекрасные, очень много. К сожалению, людей было не очень много, но самое главное, что кто-то пришел, и в основном очень много было молодых людей, на кого и ориентирован фильм «Нехты», и поэтому... Трошки гучней, калі ласка. Скажите, а чаму вы з бело-чырвона-белым сцягам, а вось ваши ровесники з чырвона-зялёнымі? Нет, каждый, не знаю, у каждого здесь вот это как бы место, оно объединило людей, не знаю почему. Дякую вялікі. Некаторыя з маладзёнаў проста падыходзілі, таму што бачылі, што адбываецца нейкі двіж, некая актыўнасць, іх проста гэта зацікаўлівала. Давайте перасунемся на іншы бок ратушы, пяройдзем і паглядзім, што ж адбываецца ў гэты час там. Пакуль працягвае танчыць БРСМ, ужо пайшоў дождж, нават, я б сказала, мокры снег, але не разыходзіцца актыўная моладзь БРСМу і падтрымлівае свайго кандыдата. Ну, а давайте паглядзім, што на тым баку. Я нагадаю, што паводле дадзеных назіральнай місіі Control Buy сабраліся 450 удзельнікаў на акцыю, анансаваную палітычнымі блогерамі. Мы паварачваем за ратушу і бачым, што тут дагэтуль яшчэ бачная і сімволіка, бел-чырвона-белыя сцягі, яшчэ стаяць дагэтуль пікеты кандыдатаў. Не разышліся некаторыя актывісты, ўжо пачынаюць збіраць рэчы, збіраць свае абсталяванне і сыходзіць. Яўген Афнагель ды іншыя актывісты запрасілі яшчэ на акцыю 15 лістапада. Людзей прыходзіць на Кастрычніцкую плошчу, прагучаў такі заклік, пакуль што о 6 гадзіне, але пакуль што невядомая праграма, невядомыя нейкія дэталі і падрабязнасці гэтага збору, які плануецца. Людзі яшчэ не разышліся. Ну ладно, я понял. Как создать 5000 рабочих? Працягвае яшчэ распавядаць блогеру Мозгон свае думкі. Ну а мы тым часам запытаем у кагосьці з наведнікаў. Добрый вечер. Скажите, вы сегодня пришли на акцию блогеров, так? Так. Да не, просто я, знал, что будет эта акция, решил приехать, посмотреть, что здесь вообще происходит. Як ваши ўражанні? Что думаете про это все? Знаете, я думаю, что будет как-то больше милиции, больше как-то будет разгона. Ну, не знаю, в принципе, милиция есть. Вижу, кое-где стоят КГБшники, но вроде не мешают, что хорошо. Ну, что вы вынесли для себя с этой акции? Какие высновы? Ну, что у нас еще не все потеряно. Дякую. Людзі працягваюць камунікаваць, паміж сабою стаяць, размаўляць. Частка моладзі ўжо сышла. Мы можам яшчэ ў кагосьці запытаць пра іхныя ўражанні. Добрый вечер, телеканал Белсат. Распавядзіце, калі ласка, як ваши ўражанні ад акцыі, што вынеслі для сябе з яе, якія высновы зрабілі, магчыма? Ну, я сюда пришел через интернет по приглашению, ну, Степана, да. Ну, я сам первый раз на акции. По акции какие впечатления? Ну, смешные, да. Ну, как-никак надо собираться, надо разговаривать, двигаться вперед. Если в этой стране остаемся, надо, ну, либо бороться, либо как молодежь разъезжается, других вариантов нет. Вот. Вось вы пачулі заклік, вы прыходзіце 15 на Кастрычніцкую плошчу. Ці вы збіраецеся далучыцца до гэтага, альбо вы сумняваецеся? Не, ну если я буду в Минске, приду обязательно. Да.
А скажите, ваши ровесники, ваши сябры, ваша сям'я, што яны пра ўсё гэта думаюць? Яны, напрыклад, ведаюць, што вы сёння тут? Семья моя поддерживает, а ровесники тоже поддерживают, но боятся. А чаго баяцца? Чаго баіцца моладзь беларуская больш за ўсё сёння? Чего бояться? Боятся молодежи. То, что, во-первых, мы останемся без ничего. Второе, то, что они боятся пойти в армию, как законная рассрочка, то, что теперь человек, когда его забирают, имеет право на один раз только поступить. Дальнейшее то, что он боится за свою страну, то, что здесь останется полнейший хаос, и мы останемся в итоге без зарплат. Ну, то есть, надо быть низкий уровень жизни, мы уже обходим, уже ниже становимся, чем другие страны, европейские. Наша страна делается наоборот, чтобы только наша молодежь уезжала с нашей страны. Она не делает ничего для нас. И почему мы должны за такую страну, мягко говоря, что-то ей помогать бороться, если она делает ничего для нас. То есть, вот опять же, Чиф против. И я рад этому каналу вашему, потому что вы единственный, кто не боится говорить правду. Это заслуживает большого уважения, как и другие каналы не просто это не понимают. Это опять же. Дякую вялікі, дякую за каментар. А вось яшчэ я бачу маладога чалавека. Добрый вечер, як вас зовут? Меня зовут Семен. Семен, что вы вынесли для себя из акции сегодняшней? Как ваши ўражанні? Я был на многих акциях в 2017 году, на столетие БНР. И вот сейчас вот как-то мы решили с другом прийти, я его вытянул все-таки. С вашим сябром? Да. Вы его брали в интервью у него. Я понял, что нужно бороться до конца. Власть не изменится просто так, когда мы будем сидеть на диванах. Надо всем выйти на улицы мирно, без провокаций. Не как это было в 2010 году, когда именно сами милиционеры били окна, чтобы потом закрутить. А вы откуда доведались про это? Еще до фильма. Еще до фильма «Next» от Белстата или от Радио Свобода. Я очень вам благодарен, кстати, то, что вы рискуете своей жизнью даже сейчас, беря вот интервью, работая в Беларуси. Не перебольшивайте, Семен. Ну, вам отключают там часто интернет в вашем офисе, избивают и прочее, и сажают. Все равно вам благодарен. Дякую вялікі, дякую за ваши словы и за ваш комментарий. Мы еще погутарим с удельниками акции сегодняшней, телеканал Белсат. Добрый вечер, вас зовут? Вячеслав Пашкевич. Так, скажите, калі ласка, якія высновы сённяшняй акцыі вы для сябе зрабілі? Якія ўражанні засталіся? Ну, я сегодня вельмі добра ўражаны, потому что я бачыў згуртаванасць беларусаў, я бачыў вось сапраўдную нацыю. І гэта вельмі добра, потому что я калі быў на дзедах, я ось сёння тут і на дзедах, і тут я адчуваю згуртаванасць нацыі. І гэта вельмі важна. Сёння падымалася вельмі важнае пытанне, што у нас ідзе фальсіфікацыя выбараў, іх няма. І гэта падымалася пытанне, і сёння падымалася пытанне аб захаванні незалежнасці Беларусі, таму што мы зараз толькі разам, калі будзем дзейнічаць, мы зможам захаваць незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Толькі разам, толькі калі мы будзем дзейнічаць. І вось сёння мы былі згуртаваныя, сёння мы моц, мы нацыя, і сёння я вельмі добра натхнёны і ўражаны. А вось вы пачулі заклік выходзіць 15-го, ці вы збіраецеся гэта рабіць, альбо вы яшчэ думаеце на гэты конт? Пакуль думаю. Но я думаю, што трэба прыходзіць, таму што вось зараз пайшло такое, ведаеце, як даміно. Вось зараз пайшоў працэс, калі мы вось паціхоньку выходзім, мы гуртуемся, і мы зараз вось праяўляем сябе як нацыю. І гэта вельмі важна. Я думаю, што вось 15-ка, так? По-моему, так? 15-ка трэба прыйсці абавязкова. Я думаю, так. Скажите, калі ласка, а што вы для сябе асабіста вынеслі з фільму «Нехты»? Вось з гэтага папулярнага фільма, абмеркаванне якога і мусіла адбывацца сёння, і адбылося? Ну, то, што я бачыў у фільме «Нехта», я так все ведаў, таму я просто... Ну, я і так гэта все ведаў, але мне складваецца добрае ўражанне ў тым сэнсе, што гэты фільм, ён добра вось зароблены ў тым сэнсе, што былі ўзяты ўсе факты, скампавана разам яны былі змантаваны, і любы нават падлетак ён можа паглядзець і зразумець, што адбываецца ў Беларусі. То бок гэты фільм, ён такі па сутнасці адукацыйны нават. Вось, каб людзі разумелі, што у нас адбываецца. Скажите, а чаму вось раней вы не выходзілі, ці вы ўдзельнічалі ў акцыях? Ну вось акрамя дзядоў, вы ўжо сказалі пра дзяды, а раней? Раней, так.
Ну, ранее я был менее активным, бо просто певний момент, я коли наведав БНР-100, я коли ось побачив ось эту атмосферу, що справжня атмосфера білоруськості, коли ось я бачив наші національні стихи, я бачив наш герб погоні, я чув, що усюди ось наша гучить білоруська мова. Я настільки був натхнений, що ось після БНР-100 я ось вирішив перейти на білоруську мову, я був натхнений дійнішись. Ось, дякуючи ось нашому великому святу. І вже 2 гады размаўляеце по-беларуску. А як ваша сім'я ставіцца до гэтага? Ось, я натхнив свою матулю перейти на білоруську мову, ось, і, ну, тата так само, ось, ну, лояльно ставиться. То бок ви маєте підтримку. Я не ведаю, де ви сьогодні. Так, я не ведаюсь, яны нават сёння мне тэлефанавалі, яны мяне падтрымалі, все добра. Ось. Сапраўдная беларуская сям'я. Дякую вялікі, вельмі прыемна з вами было пагаварыць. Дзякуй, і мы яшчэ абавязкова пагутарым з кімсьці з наведнікаў, з удзельнікаў акцыі. Ну, як выглядала справа з міліцыяй, з праваахоўнікамі сёння, я трошкі распавяду. Адбыўся інцыдэнт, які мы паказвалі, які вы бачылі з зламанай апаратурай. Ну, а таксама вось стаяць міліцыянты ў цывільным увесь гэты час і здымаюць штосьці на камеры, вядуць здымку аператыўную, прысутнічае тут кіраўніцтва АМАПу Менскага, і у прынцыпе высокія міліцэйскія чыны, яны тут асабіста сочаць за гэтым сходам моладзі. Але больш ніякіх такіх інцыдэнтаў, акрамя апаратуры, не адбывалася ніякіх затрыманняў непасрэдна падчас прамоваў. Была арганізаваная такая сцэна, людзі прамаўлялі проста стоячы на лаўцы звычайнай, і ў асноўным гэта была моладзь. І, канешне, раней не даводзілася, параўноўваючы з папярэднімі акцыямі, не даводзілася бачыць настолькі масавы удзел моладзі, што некалькі сотняў маладых чалавек, дзяўчын прыйшло сёння сюды. Ось яны выказвалі крытычныя думкі наконт улады, абураліся станам рэчаў. А мы яшчэ трошкі пасочым за сітуацыяй і абавязкова пагаворым з людзьмі, якія засталіся тут. Збярэм яшчэ некалькі меркаванняў. Мы з вами не размаўлялі яшчэ, па-мойму, гаварылі ўжо, так? Прабачце, калі ласка, сапраўды шмат моладзі, настолькі шмат, што цяжка і сказаць часам з кім. Еще раз попасть на Белсат можно? Что вы кажете? Еще раз на Белсат можно попасть? А что вы хотели сказать? Ну, во-первых, я реально рад, что здесь хоть кто-то собрался, и что милиция себя не мешает. Во-вторых, ну, я считаю, что нужно, чтобы собирались люди, говорили свое мнение, потому что у нас одна из проблем нашей страны, то, что власть не слышит народ, ну, нет диалога между народом и властью. Ну, я, типа, да, считаю, что у нас много проблем, и что нужно их решать. И самое лучшее, это если когда власть начнет слышать народ. То есть, пока Лукашенко не захочет слышать народ, и пока народ не начнет говорить, что он хочет, ничего не изменится. То есть самое главное, чтобы люди поняли, что они могут что-то изменить, и Лукашенко, когда поймет, что вот чего хочет народ, что народ нужно слушать. Нагадайте, як вас зовут? Влад. Дякую, вялікі Улад, дякуй. А давайте поглядим, что тут обмярковывают люди у коле, настолько популярно. Добрый вечер. Вы кандидат у депутаты, так? Миколай Масловский. Скажите, калі ласка, ваши ўражанні ад таго, што вы побачили сегодня тут? Ну, я доволен. Подбегал Максим Винярский, сказал, что кого-то там из Европейской Беларуси в ратушу затащили, сильно избили. Вот они тут, какие-то ребята бегали, то есть я вот инцидент видел, что провокация произошла. Ну и фотографии, вот фотокоры показали, что там человека действительно сильно избили. То есть провокация здесь была. В остальном все тихо, все в рамках заявленного избирательного законодательства, наших законов. Але вось вы казалі нешта, каб яны адышлі, не прамаўлялі побач з вами, нешта такое вы казалі Максиму Винярскому, калі не памыляюся. У них стратегия, все снимаются с выборов, моя стратегия это идти до выборов, потому что
я хочу, чтобы избирательному округу увидел, сколько за меня проголосовало и сколько проголосовал за Васильевич. Поэтому у меня совсем другая ситуация, поэтому я казав так, як позволяє мне казать моя стратегия. Зрозумели? У него стратегия, мы с ним живем в одном округе, мы соседи по домам даже, там пару домов с Максимом Винярским. Конкуренти на виборах. Мы не какие конкуренты. У них была стратегия провести хорошие пикеты, провести, что хочет европейская Беларусь, да, у них совсем другая стратегия. У них очень такие креативные, немножко агрессивные, ну там такие пикеты, там с карикатурами, то есть я видел их пикеты, хорошо о них осведомлен. Но они все собирались сниматься с выборов, понимаете. У нас УГП немножко другая стратегия. Мы идем, но нас снимают. Потому что наша цель дойти до выборов и показать, и по фальсификации статистику собрать, и прочее, прочее, прочее. То есть у партии совсем другая стратегия. И то, что они ломанулись на мой пикет и начали вести агитацию, я как кандидат в депутаты это воспринял неправильно. Я им сказал, что вот мегафон и вперед с песней. Ну, если кротко. Не покрутились они на вас? Нет, он стоял 5 минут, говорил, я что, не прогнал. Но просто я лечу, что если это мой пикет, это мой пикет. Если это пикет Европейской Беларуси, у них взломалась техника, я им дал микрофон, попросили, нет проблем. Торговцы сейчас вот там сверху. Дякую вялікі. Паглядзіце, што людзі стаяць і працягваюць слухаць блогера Мозгон, які распавядае пра шматлікія праблемы ў грамадстве, якія непакояць яго, якія непакояць ягоных падпісантаў, бо акцыя сённяшняя не толькі, я нагадаю, падпісчыкаў нехты сход, але і іншых палітычных блогераў. І вось Мозгон якраз сярод такіх блогераў. Не можем представить, что у нас миллион, мы боимся одного. Ну, тогда что? Почему он нас устроит? Мы сами ему даем эту силу, правильно? Ну, так же есть. Мы просто не можем организовать. Если мы завтра просто не выходим на работу. Но там 37, по-моему, участков избирателей. Сегодня невозможно покрыть. Группа водителей. Там 65 участков? Рамки Белтова. На дорогу. Вы понимаете, что произошло? Наши Дальше не говорят, нахрен Треба спиняти. С вами, по-моему, мы не говорили еще, не? Не говорили. Не говорили. Телеканал Белсат. Мы ведем живий ефір і хочемо запитати, як ваше ураження ад акції, що ви винесли для себе з яе, і ці гэта быў першы раз, калі вы пришли на такую акцию? Да, мы пришли первый раз с друзьями, к сожалению, немного опоздали, и сейчас пытаемся понять, что здесь было. Люди в основном доброжелательные, конечно, по краям смущают люди в черном немного. Хотелось бы чего-то большего, на самом деле, от организаторов. Чого, наприклад? Вось чого вам не хапіло у сьогоднішній акції? Даже не знаю, что можно сказать, а что нельзя. Можна казати усе, що думаєте. Хотелось бы. Боюсь, что не отвечу сейчас на этот вопрос. Що вас, може, так смутило? Що вам не сподобалося? Чого не хапіло? Думки які були, коли ви слухали промови людей у мегафон? Мало людей все еще боятся выходить. Да, но уже хороший шаг.
я думаю, нужно двигаться в этом направлении через интернет, привлекать больше студентов именно вот сюда, этим блогерам, которые сейчас работают, они там вот за ратушей БРСМ. Так, Вот. як вас зовуть? Павел. Дякую, Павел, вялікі, дякую. А яшчэ у меня такое пытанне да ваших сяброў будзе. Скажыце, калі ласка, што думаюць у вашым асяроддзі пра у вашым асяроддзі, што думаюць пра палітычную актыўнасць на вуліцы, пра вось вулічныя акцыі? Што кажуць вашыя сябры, равеснікі? Мои сябры кажут, что треба работать, працевать. Ну, я на самом деле здесь случайно, я как бы не собирался. Я даже не знаю, что это за акция, так что я, может, не ваша целевая аудитория. Но если вы хотите у меня что-то спросить, ну, поскольку я не знаю, что за акция, да. Чаго не хапае у Беларусі моладзі? Молодежи инициативы не хватает. Инициативы в своей реализации, я считаю. То есть проблема главная в том, что нужно больше проявлять инициативу в том плане, чтобы реализоваться в этой жизни. Ну, допустим, найти свое любимое дело и так далее. То есть мне кажется, что очень многие проблемы в нашей жизни не столько из-за политики, как бы это так ни казалось, сколько из-за того, что мы не проявляем инициативу. И в том числе, даже если взять в политику, то я вот лично даже не знаю никаких там депутатов крутых, хотя одного только знаю. То есть надо больше людям с точки зрения политики быть избирательными, проявлять свою гражданскую позицию. Ну вот, наверное, так, если я правильно вас понял. Як вас зовуть? Антон. Дякую, Антон, за ваше меркаванне. Дякую вялікі. Давайте паглядзім, чаму не разыходзяцца вось гэтыя людзі, таму што акцыя ўжо нібыта скончаная, нібыта ўжо ўсе разышліся і нічога не адбываецца, але ёсць яшчэ група людзей, можа некалькі дзясяткаў, якія стаяць такім колам і слухаюць у гэтым коле прамоўцаў. А там блогер Мозгон доўгі час выступаў. Давайте зазірнем і паглядзім, што цяпер там. Молодежь, да, потом настает профсоюз, теперь попросят. Но когда реальные проблемы, как сейчас, им не с кем поговорить, они с костюмами не будут общаться. И они сидят и сами не знают, что делать. Мы им говорим: ребята, мы-то готовы, разговоритесь, расскажите проблему. Как мы можем предложить решение, если мы даже не знаем проблему? Мы на башню не можем залезть и посмотреть, что происходит. Опять же, я всегда ссылаюсь на какие-то данные Белстата, но вы же понимаете, что эти данные, их нету. Они точно так же написаны вот как-то где-то с потолка. Вот в чем проблема. Что у нас дальше Они не происходит? дают нам информацию. Так, не дают, ладно. Паша, расскажи, Павел, кстати, это вот дорожный сбор, Павел, он... Как сделать профсоюзное движение нормальное? Что, сложно сделать? Не хочешь рассказывать? Партизан. Нет, что делать? Смотрите, ребята. Соединяйтесь и создаете. И это всё. ничего сложного нету. Один человек прочитает 2 дня документы и создает свое профсоюзное предприятие. Просто создает свое профсоюз. У нас же доходит до абсурда. У нас в руководстве профсоюзов находится руководство предприятия. То есть те люди, которые должны отстаивать права рабочих, они сами ухудшают рабочим условия. Контракты изменяют как. Ну, это же абсурдная система. И все считают, что это нормально. Но никто этих людей на заводе не запрещает им создать свой профсоюз. Вступить в один день, и если им скажут, что вы уволены, они все ушли вместе. Понимаете? Солидарность. Так а почему не могут договориться 100 человек на предприятии? Вдумайтесь. Почему не могут? Это основной вопрос, почему? У каждого Кто даст свои на него страхи. ответ? Слушайте, ну мы с вами объединились, вообще разные пришли, и вот у нас общая цель есть. Мы объединились, мы сказали, мы приходим, мы пришли. Так, может, как как у настоящий, Высоцкого, как говорится, буйных буйных мало, мал. вот и нет Так а тоже что у нас больше. буйных? У нас, смотрите, вот сколько их. У нас есть уже есть. Нам не надо ждать, что будет больше. Не верьте, что будет больше. Все нас и так смотрят пассивно. Мы сегодня сделали замечательное дело. Надеюсь, канал вот этот покажет то, что мы говорим. То есть мы озвучили вполне конкретные проблемы. Мы предлагаем решения вполне конкретные проблемы. Почему они не идут на диалог? Самый простой. Если бы они осуществили транзит власти, давайте я вам расскажу, как исходит транзит власти, нормальный вообще. Вот Фульхенсио Батиста, Куба, он взял золотовалютный запас и уехал, пришел Фидель Кастро когда. До этого он считал, что он будет вечно, да?
Вот как это первый вариант. Иди Амин, вообще людей убивал, ел. Это Уганда. Все свалил в... Куда он там? В Эмираты куда-то, да? Или... Спокойно тоже с деньгами, спокойно дожил до старости. Хотя был людоед отморозок. Люди, миллионы людей недовольны, конкретные убийства были, да? Есть Альенда такой в Чили, он, говорят, с оружием встретил в руках, да? Его в пример приводят. Но есть и Каддафи, которого просто там, я не знаю, там, куда-то ему засунули пистолет в задний проход. Вот, собственно говоря, и все. К чему пришло. Хотя у него все было нормально в стране. Есть варианты президентов, которые самоубийство совершали. Есть, которые как Янукович убегали, да? Какая проблема у нас сейчас в Беларуси? Услышьте, тоже очень важно. О чем мне сказали. Что им сейчас заниматься страной очень не хочется. Сейчас в стране огромное количество проблем. И если раньше было нормально, я там, султан вот этого, да, подданные тут у меня, то сейчас проблемы. Люди требуют работу, люди требуют зарплату, воюют за какие-то дорожные сборы, за цены на бензин. Зачем проблемы? А может, они хотят, чтобы мы Бучу подняли, чтобы они просто повторили путь Януковича и, возможно, где-то в Ростове уже там есть резиденция. Только смотрите, в чем наша проблема. Что мы должны уже сейчас думать, а что делать после того, как они убегут. Вот они оставят нам разбитое корыто, как они это делают всегда. Так нам как-то надо объяснить им, ребята, вы не сваливайте, вы хоть передайте что-то, управление, покажите, где что лежит, где свет выключать хотя бы. Ну, просто вот это... Простые, понятные вещи. Но самое главное, знаете, что не понимают? Свалят-то 20 человек, они на бабла уже набрали. Они будут лечиться в этих же Эмиратах где-то, да? У них все нормально. Но мы останемся с разваленной медициной, с разваленным образованием. И с долгом 40 миллиардов долларов. Долг они с собой заберут. Вот. С собой долг заберут? Стопудово. Вот смотрите, какая картина. Но как не понимают люди, которые на шаг меньше? Замминистры, они не уедут никуда. Они здесь останутся. Кто им пенсию платить будет, если нету уже вот? Кто их лечить будет? Они здесь же будут лечить. Вот, и вот это вот непонимание вот этой проблемы. Вот я к ним пытаюсь обратиться. Ребята, все перевороты всегда совершались вот там вот сверху. Вы же искренне ненавидите, вы же не глупые, коли вот там вверху. Вы же искренне ненавидите вот этого вот лидера, да, который у вас есть. Вы же его не... Этьен Лабойси это все конкретно расписал. Охранники убивали кого-то там, Цезаря, да? И ты, Брут, или так? Ну это всегда. Народ просто иногда подтягивает как массовку, да? Ну так вы же поймите, что вы идете по дороге вот туда, в один конец, наклонный, все. У вас будут проблемы, у вас на уровне замминистра и меньше. У ваших детей, у ваших бабушек, дедушек. Вы поверьте. Тоже боятся, да? Нет, так понятно, что они боятся, но они здесь вот. Ребята, гауляйтера Кубы, знаете, как убивали там? 6 или 7 раз. Реально были попытки. В конце концов, Елена Мазанник пронесла бомбу, положила, его взорвали. Ну, смогли это сделать полностью на оккупированной территории. Люди, которые вблизи. Я не прошу крови никакой. Я прошу, сделайте улицу Елены Мазанник в Дроздах. Чтобы они помнили, видели. Они же любят переименовывать улицы. Это национальный герой Беларуси. Вы же приводите пример героя войны. Сделайте. Нет, у нас есть улица Ежегидройца, я не против, классный дядька. Ну, он как бы... Тым часам працягвае прамаўляць яшчэ блогер Мозгон, усё яшчэ дагэтуль людзі не разыходзяцца, некалькі тут дзесяткаў чалавек. Нешта яшчэ хоча нам сказаць вось Алексей, так, слухаем вас. Як ваши ўражанні ад акцыі? Нормально. Если бы, к примеру, как Тимати бургеры сделал, то сюда бы тоже 3000 человек пришло бы и ничего. Ну, тут 450 назиральники, кажуть, было. То есть тут еще, помню, писали, что, ну, опрос делали, придете вы или нет, и там многие проголосовали, что боимся. Чего бояться, если все согласовано? То есть проблема людей, что они много чего-то боятся, даже согласованных акций. Непонятно почему. А за бургером они сходят. Для них это важнее. Ну а проблемы, там, закон об отсрочках, 328, третий декрет, который до сих пор не отменили, который вступит в следующем году в силу. Уже не настолько людей турбуе. Ну да. То есть если бы он сейчас бы вступил, то тут бы людей было бы намного больше. И вы гэтым не задоволены, вы обураетесь гэтым, так? Да, верно. То есть непонятно, что люди ждут. То есть, к примеру, если бы сюда пришло 3000 человек, как за теми же, опять же, бургером, то это бы... Власть бы задумалась бы над этим. В принципе. Дякую за ваше меркаванне.
Можна, калі ласка, з вами поговорити? Можна? Добрый вечер, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, ваши ўражанні ад акции сегодняшней? Я считаю, что все правильно, нужно проводить больше таких акций. Я считаю, что люди тогда поймут, что на них именно ответственность, потому что они всегда перекладывают ответственность на других. Например, ой, они не сделали, они чего-то не добились, а так они поймут, что мы отвечаем за то, что у нас сейчас есть, и нужно поднимать какую-то волну неприятия к тому, что сейчас происходит. Вот. А чому люди дагэтуль не разыходзяцца? Вось чаму асабіста вы стаіце, хаця нібыта ўжо ўсе блогеры, ну, вось акрамя аднаго сышлі, і людзей ўжо мала, чаму вы тут яшчэ працягваеце знаходзіцца? Я не знаю, возможно, хочется почувствовать какое-то единство со своими единомышленниками и, возможно, послушать какие-то достойные идеи. Прабачце, колькі вам гадоў? 20. А вось што ваши ровесники думаюць пра гэта? Они ничего не думают, они аполитичны и совершенно не задумываются. То есть я сейчас обучаюсь на 4-м курсе университета и только знаю пару человек, которые хотя бы в курсе того, что происходит. Остальные ничего не знают. А вось вы, магчыма, бачылі пікет БРСМ, такую акцыю, якая праходзіла адначасова, і, па-мойму, дагэтуль яшчэ яна працягваецца. Што вы думаеце пра гэта? Яны кажуць, што проста прыйшлі падтрымаць свайго кандыдата. А вось ці верыце вы ў гэта, што яны тут добраахвотна? Ну, конечно же, нет, все это знают, что они пришли туда, потому что им так сказали, но я считаю, что БРСМ не имеет никакой силы, поэтому это бесполезно. Добре, дякую вялікі, дякую за ваш каментар. Як вас завуць, прабачце? Ольга. Ольга, дякую. Это же все с опытом. И, он начальник. Я такой, да, надо отдать. Привітання. Привітання, добрый вечер. Можно с вами поговорить? Можно с вами поговорить, калі ласка. Телеканал Белсат. Мы вот вядзем живую трансляцыю з гэтай акцыі, якая сёння тут адбылася. Ваши ўражанні? Ці спадабалася вам? Ці, можа, нечага не хапіла? Очень понравилось, однако не хватало немного качества организации. То есть, например, далеко не у всех выступающих был микрофон, да? То есть, наверное, людям в дальних рядах было слышно не очень хорошо. То есть, все понравилось, за исключением, может быть, организации. Чисто техничных неких моментов, так? Моментов, верно. А в остальном я очень доволен, очень горжусь тем, что собралось несколько сотен человек. Могло быть, конечно, больше, но тем не менее очень приятно быть частью всех этих людей. Вот так. Дякую вялікі. Як вас зовут? Борис. Борис, а што ваша сям'я думае пра тое, што вы пайшлі сюды? Вашыя блізкія альбо сябры блізкія, з якой рэакцыяй вы сутыкнуліся, калі сказалі, што вось я пайду на акцыю блогераў? Моя семья не знает, но я пришел сюда с девушкой, и ее мама отнеслась к этому скептически. Ее мать не знает, где она сейчас находится, однако опасалась, что она отправится вот именно сюда, да, сегодня. А чаго боялася? Вось як вам падаецца, чаго баяцца людзі гэтага пакалення старэйшага за нашае з вами? Возможно, проблем, которые власть может создать людям, которые посещают такие мероприятия, например. Пусть конкретно эта акция и была согласована, в целом люди, конечно, угнетены, я думаю. Постоянно происходят попытки устрашить людей, да? Будь то лишение стипендии, лишение общежития, скажем, если это студенты, может быть, увольнение, если это какие-то люди, работающие на государство. Вот. То бок неких таких локальных репрессий люди боятся, и тому не выходят. Запуганы очень сильно.
очень не хотят потерять то, что у них есть, даже то немного, что у них есть. Дякую вялікі за ваше меркаванне, Барыс, дзякуй, што пракаментавалі. Тым часам мы хочам паведаміць такую інфармацыю, якую нам перадалі калегі толькі што на плошчы Свабоды была затрыманая здымачная група нямецкага тэлеканалу АРД. Спачатку супрацоўнікі міліцыі загадалі пакінуць ім плошчу Свабоды, а потым іх затрымалі і таксама іхнага кіроўцу у машыне, у якога знаходзілася ўсё тэлевізійнае абсталяванне. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў, і пазней журналістаў ўсё ж адпусцілі. Нямецкага кіроўцу яшчэ не, і на дадзены момант вось цяпер па дадзеных БАЖ ён знаходзіцца ў цэнтральным РУС. Ну, таксама за лёсам гэтых нямецкіх калегаў будзем сачыць, і я заклікаю наш сайт belsat.eu чытаць рэгулярна, таму што там з'яўляецца ўся свежая інфармацыя, ўсе свежыя навіны. Яшчэ літаральна некалькі меркаванняў людзей мы збярэм і будем завершаць, напэўна, нашу трансляцию. Отпустили, потому что спужали. Немцы сказали, что пришлют зондеркоманду. Тогда пойдем. Получается, все-таки мы должны вопрос нам нужно будет селиться. Когда у нас будет Вось, прабачце, калі ласка, можна да вас звярнуцца. Мы тэлеканал Белсат, і мы ведаем, што нельга браць інтэрв'ю у людзей непаўнагадовых. Колькі вам гадоў? 17. А ці вашыя бацькі дазволілі б вам даць гэта інтэрв'ю, як вы думаеце? Думаю, дазволілі. Ну, мы загадзя просім... Могу сказаць, нават, напэўна, моя маці зараз глядзіць мяне. Ну, тады мы загадзя просім прабачэння у маці. Як цябе завуць? Александр. Так, у маці Александра просім прабачэння за тое, што бярэм інтэрв'ю без ейнай згоды, але ўсё ж вашае меркаванне пра сённяшнюю акцыю нас цікавіць вельмі, таму што моладзі тут было вельмі шмат. Ну, якое можна сказаць меркаванне? Ну, вось маё, гэта правільна, што мы збіраем вось такія плошчы, і галоўнае, што мы і працягваем, то бок, як вы чулі, заклікаюць прыходзіць і далей. Ну, бачна, што моладзь крыху запугана, на жаль. Але чым яна запужаная? Калі паспелі запужаць моладзь, якой 15, 16, 17 гадоў? Ну, як? Вось вы, СМІ, усё бачна, як праходзілі мінулыя акцыі, моладзь усё ведае, ну, я ў тым ліку, чым гэта можа апынуцца. І, канешне, ну, моладзь, ведаючы ўсё гэта, зараз запужаная. Вось, напрыклад, яшчэ можна адзначыць гэтую правакацыю з боку невядомых людзей, разбіванне калонкі. Ну, гэта таксама, здаецца мне, нешта можа і паўплываць на напужанасць моладзі. Дзякую вялікі за ваше меркаванне. А вы з сяброўкай, так? Ну, мы сустрэліся выпадкова. Ну, можна сказаць, толькі пазнаёміліся. Толькі пазнаёміліся тут, на гэтай акцыі? Так. Ну, можна сказаць, гэта акцыя знаёміць людзей. Дзякую. Як вас завуць? Екатерина. Кацярына, таксама выбачаемся перад вашымі бацькамі загадзя за тое, што бярэм без дазволу інтэрв'ю, але ўсё ж вельмі цікава пачуць, што вы для сябе вынеслі з сённяшняй акцыі, і ці першая яна ў вашым жыцці? Да, в моей жизни это первая акция. Я считаю, что такие акции довольно-таки, приятны для людей в плане того, что они могут высказать свое мнение. То есть каждый человек имеет право на слово, что, собственно, здесь редко увидишь. Вот. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Вось такая цудоўная моладзь сёння тут сабралася. Я нагадаю, што гэта была акцыя блогераў, анансаваная блогерам «Нехта», якая пачалася о 6 гадзіне. І вось цяпер 20:20, то бок ужо больш за 2 гадзіны людзі яшчэ не разыходзяцца. Вы можете пабачыць за маёй спіной кола людзей, дзе працягваецца абмеркаванне, дзе яшчэ ёсць блогеры. Але такім чынам з інцыдэнтаў было вось толькі разбіванне апаратуры, калонкі працаўнікамі міліцыі ў цывільным. Больш затрыманняў удзельнікаў не было, затое вось быў затрыманы чалец здымачнай групы
нямецкага тэлебачання АРД. Гэта з інцыдэнтаў. Міліцыя ўвесь час знаходзілася тут, сачыла, назірала, вяла аператыўную здымку, аднак у ход мерапрыемства вось пасля інцыдэнту з калонкамі ўжо не ўмешвалася. Тым часам я удзячная вам за прагляд нашага стрыму. 450 чалавек сёння тут былі паводле дадзеных назіральнікаў. Заклікаю сачыць за ўсёй інфармацыяй на нашым сайце belsat.eu і ў нашых сацыяльных сетках. Для вас сёння працавала я, Кацярына Андрэева. Вялікі дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры Белсату. Thank you.